Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Вначале позволю себе несколько слов сказать, как обычно. Темы, которые мы обсуждаем и которые связаны с родным языком, с русским языком, с государственным языком для России, относятся, безусловно, к наиболее важным темам, как для страны в целом, так и для каждого гражданина. Для наших соотечественников и для миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в работе, в творчестве, в общении. Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык – безусловная часть мирового культурного наследия. Но главным, конечно, была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации. На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы. Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней, и это тоже должно быть понятно и ясно, все тоже давление, прямое нарушение прав человека, в том числе право на родную речь, на культуру и историческую память. В этих условиях перед нами стоят две равновеликие задачи. Первая – это обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая – реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной, в гуманитарной сферах. В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах нашей страны, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества. Также утверждены концепция преподавания русского языка и литературы в России и концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом. Тем не менее, есть ряд аспектов, которые требуют особого внимания. Прежде всего, говорю о повышении качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней, о создании всех условий, необходимых для развития литературных и языковых просветительских инициатив, в том числе наших общественных объединений. Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство. Кроме того, отдельно хотел бы остановиться на проблемах правового обеспечения развития русского языка. Языковая политика для России, как и для всех многонациональных стран, приоритет для государства и вопрос чувствительный для всего общества. Она должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения. В этой связи видится целесообразно провести анализ соответствующих норм действующего законодательства, внести необходимые коррективы. Прежде всего, Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации, который был принят еще в 2005 году, и, конечно, в закон о языках народов Российской Федерации, которому в прошлом месяце исполнилось уже 28 лет. Эту работу целесообразно провести межведомственной комиссии по русскому языку. И я прошу правительство при экспертной поддержке членов нашего Совета утвердить ее новый состав и актуализировать полномочия.
При этом, подчеркну, совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых. Одновременно с актуализацией законодательства также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти, и исполнительные, и судебные, законодательные, школы и средства массовой информации. Еще раз повторю, наша цель – сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире. И в решении этой задачи принципиально важно участие профессионального сообщества. Я прошу членов Совета по русскому языку включиться в эту работу. Уважаемые коллеги, ваш опыт, знания очень востребованы сегодня. Пожалуйста, передаю слово Владимиру Ильичу Толстому. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Только что сейчас Владимир Владимирович точно и четко обозначил две важнейшие взаимосвязанные задачи, стоящие перед нами. Сохранить русский язык внутри страны таким же могучим, правдивым и свободным, каким нам передали его предыдущие поколения, и последовательно противостоять всем попыткам его вытеснения из семьи мировых языков. Ведущаяся в так называемом цивилизованном мире война против русского слова, русского языка, позволяет рассматривать его как мощнейшее, грозное оружие, а значит, это оружие должно быть в полной боевой готовности. И если в сфере военной, в обеспечении своей обороноспособности Россия за последние годы достигла поистине прорывных успехов, то в области гуманитарной нам предстоит сделать еще очень многое. И главное – отладить управление этими процессами. Продвижением и поддержкой русского языка за рубежом формально занимается множество ведомств и организаций, но в большинстве случаев они по-разному определяют цели своей деятельности, не имеют единых критериев оценки ее результатов и, главное, подчас не располагают полноценной информацией о тех политических, социальных, культурных условиях, в которых им предстоит работать. Крайне скромные, надо признать, по объему бюджетные средства распыляются по многочисленным структурам, усилия которых практически не координируются. В результате по пословице «у семи нянек дитя без глазу» русский мир за пределами России неуклонно сжимается, и то, как мы действуем сегодня, не позволяет не только остановить, но даже замедлить этот процесс. Зарубежный опыт здесь не может быть нами прямо заимствован. Слишком много особенностей и специфики в языковой политике Франции, Германии, Испании, Великобритании и Китая. Но деятельность этих стран по продвижению своих языков в мире, по сохранению французского, немецкого или испанского языковых пространств позволяет сделать вывод: успех приходит только в том случае, когда есть единый центр управления этой деятельностью, а государственная казна финансирует ее постоянно и в необходимых объемах. По поводу объемов. Россотрудничеству в этом году предусмотрено 4 миллиарда рублей. Фонду «Русский мир» – 424 миллиона. Для сравнения, ежегодный бюджет Института Гёте эквивалентен 15 миллиардам. Аналогичную сумму направляет и Китай для поддержки институтов и классов Конфуция. Это при том, что с немецким и китайским языком никто в мире не борется. По моему глубокому убеждению, в современных условиях во главе международных аспектов государственной языковой политики может и должно стать Министерство иностранных дел, где мог бы быть воссоздан некогда упраздненный специальный департамент. Именно МИД располагает полной, постоянно обновляющейся информацией о внутриполитических процессах в зарубежных государствах, а руководство нашего внешнеполитического ведомства демонстрирует всему миру и нам высочайший образец грамотного литературного живого языка. В случае принятия такого решения под эгидой МИДа можно было бы создать целостную концепцию международной языковой политики Российской Федерации, провести обновление ранее принятых актов и решений по этому вопросу.
Реализация данной концепции возможна через новую государственную программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», где МИД был бы ответственным исполнителем, заинтересованные ведомства соисполнителями, а профильные государственные и общественные организации – участниками программы. И, разумеется, объем финансирования программы должен существенно в разы превосходить сегодняшний, чтобы обеспечивать решение поставленных задач. Очевидно, сохранение русского мира за пределами России будет успешным только в том случае, если внутри страны русский язык будет полноценно жить, развиваться, обогащаться. Не буду касаться проблем школьного и высшего образования, коллеги скажут об этом более квалифицированно. Но позволю себе отметить два, в некотором смысле, философских аспекта. Первое. Для граждан России русский язык не может, не должен быть ни родным, как бы иностранным. Двуязычная среда, в которой формируются личности детей в национальных регионах России, это благо и подарок судьбы, а не наказание и недостаток. Человек, способный говорить и думать на двух родных языках, по определению обладает преимуществом. И это потенциальное преимущество должно реализовываться в работе, в жизни, в творчестве. Создавать условия для реализации этих преимуществ – одна из главных задач языковой политики государства. И второе. Нам жизненно необходимо обеспечить гарантированно грамотное использование русского языка в тех публичных сферах, где он выступает в качестве государственного языка Российской Федерации. Законом предписано, что во всех сферах, где государство говорит с гражданами, должен использоваться только и исключительно нормативный литературный вариант русского языка. Это не может оставаться только благим пожеланием, а должно неукоснительно исполняться. Увы, так сложилось, что вопросы русского языка, его сохранения, развития, его функционирования как государственного языка не являются предметом деятельности и сферы прямой ответственности ни одного из существующих ведомств в нашей стране. Понятно, что вопросы языков не могут решаться внутри какой-то отрасли или в пределах одного ведомства, но механизм реализации законов о языках и в отдельных случаях механизм нежного принуждения к грамотному нормативному использованию русского языка, убежден, должен быть. Не может быть языковая политика государства бесхозной. Ваши слова и поручения по поводу межведомственной комиссии при правительстве и расширения ее полномочий внушают большую надежду. Мне кажется, что это очень ожидаемое решение. И последнее. В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения главного творца современного литературного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. Если вы, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, поддержите нас, и грядущий юбилей поэта будет отмечаться как общегосударственное событие, то оставшиеся до этой даты годы могли бы стать временем общей работы по приобщению наших молодых сограждан к Пушкину, к богатствам русского языка, к осознанию исторической миссии России нести в будущее неподверженные пересмотру этические и эстетические ценности нашей цивилизации. Пушкинские даты, так уж сошлось, удивительным образом совпадают и с рубежными для современной истории событиями. Год 200-летия Пушкина стал точкой отсчета возрождения России, ее возвращения на предначертанный исторической судьбой путь развития. Вот и 24-й год может стать важной вехой в истории жизни нашего Отечества. Имя Пушкина, его творчество, живительный и мудрый пушкинский язык, несомненно, помогут нам в этом движении вперед. А если уж вспомнить также, что в ближайшие годы нас ожидают 200-летия со дня рождения Достоевского и Некрасова, Фета и Островского, Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого, 150-летия Бунина, Куприна, Леонида Андреева, Ивана Шмелева, впору по аналогии с десятилетием детства объявить десятилетие нашей великой классической литературы. Ведь, как сказал один из ее славных представителей, Иван Александрович Гончаров, литература – язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что она знает и чего хочет и должна знать. Спасибо большое. Благодарю вас. Пожалуйста, Алпатов Владимир Михайлович. Владимир Михайлович. Владимир Михайлович. Научно-исследовательский центр по национально-языковым отношениям Института языкознания Академии наук. Центр предлагает разработать новый комплексный федеральный закон об основах государственной языковой политики Российской Федерации, где следовало бы предусмотреть правовые нормы по устранению существующих противоречий и недостатков действующего законодательства,
что мы видим и в Республике Татарстан при вопросе о распределении часов преподавания на русском и татарском, и в некоторых случаях с утверждением графики языков. Все это надо преодолеть. Проводить мониторинг действующих законов о языках. Проводить систематическое обследование языковой ситуации в субъектах федерации. При выявленных необходимостях подготавливать изменения и поправки в действующее языковое законодательство. Распространить практику создания советов по русскому языку как государственному в субъектах и регионах РФ. Разработать комплексные программы мероприятий по пропаганде русского языка в Российской Федерации и за ее пределами. Оказывать поддержку в изучении русского языка трудовым мигрантам и иностранным гражданам, проживающим и работающим в РФ. Постоянно проводить документацию описания языков Российской Федерации, в том числе путем полевых экспедиционных исследований. Разработать программу по сохранению и развитию коренных языков народов РФ. Это принципиально не рыночная мера, потому что законы рынка как раз способствуют вытеснению языков, а мы не должны допустить, чтобы языки у нас погибали. Постоянно проводить экспертизу учебников с использованием современных информационных технологий. На государственном уровне пропагандировать идею о преимуществе двуязычия, многоязычия по сравнению с одноязычием, о необходимости всеобщего владения русским языком и усвоения этого языка не вместо этнического языка, а наряду с ним. Воспитывать уважение ко всем языкам и культурам народов России, в том числе и русскими, уважение ко всем языкам и культурам народов России, обеспечить его изучение, в том числе и русскими в случае социальной потребности, в большем объеме, чем это делается сейчас, издавать литературу на языках народов РФ, учебники, словари, справочники, расширить телевизионные передачи на разных языках России, на языках наиболее многочисленных народов вести круглосуточные передачи, как делается в других странах. В Испании 4 канала работают круглосуточно на баскском языке, помимо, конечно, испанского. И чем мы хуже? Передачи не должны ограничиваться местными новостями и этнографическими передачами, они должны строиться по тем же принципам, что и на русском языке. Создать Центр мониторинга и прогнозирования языковых ситуаций в регионах Российской Федерации на базе научно-исследовательского центра по национальным отношениям Института языкознания. Разработать процедуру выделения целевых средств на создание разноуровневого контента для дистанционного обучения языкам России. Спасибо. Благодарю вас, Владимир Михайлович. Николай Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мое выступление как раз посвящено проблемам нормативно-правового регулирования использования государственного русского языка в официальной сфере. Функционирование русского языка как государственного, безусловно, сегодня обеспечено богатейшим филологическим материалом, трудами по стилистике и ортологии русского языка, многочисленными словарями и справочниками, описывающими реальную жизнь русского языка, в том числе его функционирование в официально-деловой сфере. Однако в части организационно-правовых условий есть определенные проблемы. Федеральный закон о государственном языке 2005 года установил общие требования для всех, требование знать и соблюдать нормы современного русского литературного языка. Однако актами, которые были изданы далее, современные нормы литературного русского языка так и не были определены в полном объеме. Кроме того, закон не обеспечен необходимым механизмом реализации, в результате чего многие ключевые положения так и остаются закрепленными на бумаге. Это в полной мере касается как обеспечения организационно-правовыми инструментами эффективной общественной коммуникации в общественно-публичном пространстве, так и непосредственно в правовой сфере при осуществлении публичной власти, я имею в виду правотворчество, правоприменение, судопроизводство. В первую очередь хотел бы остановиться вот на каком вопросе.
Хотел бы обратить внимание на то, что закон не установил одинаковые требования к языку нормативно-правовых актов и к языку СМИ, языку делопроизводства, языку рекламы, к языку судебных решений и к языку публично демонстрируемых художественных произведений. Список можно продолжать. Однако, если доступность и понятность, например, рекламных текстов – это исключительно задача тех, кто изготовил эту рекламу, то требования к языку нормативных актов и других юридических документов, напротив, обусловлено необходимостью решить совсем другую задачу. Каждый гражданин Российской Федерации должен иметь возможность понять содержание адресованных ему правовых предписаний, а каждый правоприменитель должен единообразно толковать содержание правовых документов, обеспечивая на практике реализацию принципов правовой определенности, юридического равенства и справедливости. Экспертами Санкт-Петербургского университета проведен анализ более 36 тысяч нормативных актов, это почти 188 миллионов страниц текстов, изданных в течение 1 года на региональном и муниципальном уровне в субъектах Северо-Западного федерального округа. Кроме того, в рамках постоянной работы по мониторингу правоприменения нашими экспертами были проанализированы более 1500 судебных решений, связанных с правоприменением законодательства о государственном языке и с нарушением законодательства о государственном языке и с нарушениями правовых требований к языку нормативных правовых актов. Мы сформировали первый в России корпус текстов официальных правовых документов организаций 3 сфер – здравоохранения, образования и культуры. Общий объем этих корпуса – это 1,5 миллиона слов. И проводим анкетирование, интервьюирование, выясняя сложности понимания таких текстов. Проводимый анализ показывает, что тысячи нормативных актов и множество документов не соответствуют общим правовым требованиям понятности, определенности и недвусмысленности. Если вспомнить, что в соответствии с решением Конституционного суда любой нормативный акт в той части, в которой он неясен и непонятен, он не действует, то есть, в общем, достаточно оснований для признания этих документов неясными и непонятными. Пока в течение года суды обращаются лишь по небольшому количеству дел, и суды признают десятки нормативных актов недействующими, но количество их может быть увеличено в ближайшее время. Анализ судебной практики продемонстрировал, что зачастую нет ясности относительно значения различных слов, используемых в нормативных документах. Несмотря на то, что Министерство образования утвердило в 2009 году 4 словаря в качестве официальных источников норм русского языка, 2009 год, 10 лет прошло, главного и самого нужного толкового словаря по сей день нет. Между тем, суды ссылаются только на толковые словари. Другие словари они не используют. Получается, что если одна сторона использует один толковый словарь, другая сторона другой толковый словарь, а суды у нас в некоторых случаях, мы такое тоже установили, используют не предложения сторон, а Википедию. И на ней, на решении, на толковании Википедии основывает судебное решение. И это многочисленные примеры. Число их, к сожалению, только увеличивается. Наконец, хотя закон требует официального утверждения правил орфографии и пунктуации, новая версия этих правил так и не утверждена с 1956 года. Попытка была в 2007 году, но она неудачная, поэтому на сегодняшний день действуют правила 1956 года в той части, в которой они не противоречат 4 словарям, о которых я упомянул. Замечу, в чем-то они противоречат, а в чем-то, поскольку не все словари утверждены, просто этот вопрос не урегулирован. Это сильно все снижает активность, лишает граждан уверенности в своем правовом положении, создает чувство незащищенности и неуверенности. Но самое главное, конечно, толковый словарь. Поэтому то, что сегодня я услышал в вашем выступлении, вселяет надежду, что ситуация в ближайшее время изменится, и в России этот важнейший вопрос, который требует урегулирования и имеет огромные, серьезные социальные последствия, будет меняться. Я уверен, это произойдет. Спасибо. Хорошо, спасибо. Пару замечаний, прежде чем я буду передавать слово коллегам, которые прислали записки.
Значит, вот Владимир Ильич, выступая, сказал, что наш русский язык – это такое мощное оружие и так далее, и так далее. Давайте не будем употреблять таких слов. Нет, я серьезно говорю, в этом есть смысл не употреблять этого. Почему? Потому что если это оружие, с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Но вот этого, мне кажется, вполне достаточно. Ведь я много раз говорил, но, собственно говоря, секрета никакого нет. Подавляющее большинство экспертов так и считает. Влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой. И как производная от экономики. Оружие, культура, образование, наука. Все имеет свою, конечно, предысторию и так далее, но это очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой. Вот. Что касается экономики, законов рынка, хочу прооппонировать Владимиру Михайловичу. Законы рынка ведут к вытеснению языков. Не ведут. Наоборот. Вот смотрите, еще в советские времена, ведь во всей Восточной Европе, в школах, везде изучали русский язык, активный и неплохо, кстати говоря. До сих пор мы пользуемся этим. Ну, мы в широком смысле слова, наши партнеры пользуются. Почему? Потому что было целесообразно и выгодно в хорошем, непримитивном смысле этого слова знать русский язык. Главный партнер был Советский Союз, от этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, там, сотрудничество реальное было с Советским Союзом большое. Ну, это влияние было. Советский Союз растворился, все, интерес к языку начал затухать. Искусственно подогревается. Вот это затухание, оно искусственно подогревается. Здесь вот Владимир Ильич прав, потому что нас побаивают до сих пор. Вот. Но вот сейчас мы что наблюдаем? Я вам говорю совершенно ответственно. В некоторых странах, с которыми у нас начало возрождаться экономическое, политическое сотрудничество, всплеск интереса к русскому языку пошел. Просто реальный всплеск интереса. Дайте учебников, преподавателей, дайте. Причем не только в странах, в республиках бывшего Советского Союза, но и в так называемом дальнем зарубежье. Уже это мы видим очевидный интерес возникает. Как только страна начинает развиваться, как только экономика начинает дышать, так сразу по-другому играют и наши завоевания в сфере культуры, образования, все сразу подтягивается к этому. Ну и, конечно, и обороноспособность не последнюю роль в этом смысле играет. Все так вот работает в комплексе. Поэтому вот мы просто должны это учитывать. Есть абсолютно объективные вещи. Как бы мы, конечно, если сам инструмент будет, мы его будем тупить, то, конечно, ничего из этого хорошего не получится. Внутри страны ничего хорошего не получится и вовне, и он должен быть в надлежащем состоянии всегда. И мы с вами должны об этом заботиться. Но вы, прежде всего, как яркие представители профессионального сообщества. Вот. Но и он должен быть всегда в хорошем состоянии. Но интерес в целом к языку, особенно в мире, к русскому языку, он будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова, и народного благосостояния, и страны в целом, роста влияния. Тогда интерес к языку будет. Не будет этого, не будет, хоть треснет, понимаете? Хоть у нас еще 2-3 Толстых появится и 4 Пушкина. Ну, будут переводить просто и все. Это 100%. Будут хорошие переводчики. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной, будут учить русский язык. Ну, это так, небольшое отступление. Александр Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги,
Здесь справедливо говорилось о снижении, в последнее время снижении уровня речевой культуры в нашем обществе, что не может не огорчать, потому что русский язык относится к числу совершеннейших в мире. Я уже исправился. Прошло много времени, я исправился. Надо заботиться об этом орудии, об этом инструменте. Потому что язык этот имеет тысячелетнюю письменность, имеет великую литературу, которая вывела его в число самых авторитетных и изучаемых в мире, о чем здесь сегодня говорилось. И наша задача — сохранить это высокое достоинство русского языка. Но задача эта не только лингвистическая, но и социальная. И здесь без помощи государства нам не обойтись. При этом не надо забывать, что язык вообще и русский язык в частности – это такой огромный и сложный мир. И он устроен так, что в нем нормы имеют разные степени жесткости. Ну, понятно, что, скажем, нормы правописания должны соблюдаться всеми, отклонение от этих норм является ошибкой, карается в школе. Ну и даже если я, допустим, скажу, мероприятие состоится, то, наверное, партнеры перестанут меня уважать. И совсем иначе ведут себя другие нормы, даже нормы произносительные. Да? Допустим, если ученик скажет «зараженный» или «осужденный», учительница его поправит, это будет ошибка, зараженный, осужденный. Но если какой-нибудь Петя говорит, что булочное, а Вася говорит, что и булочное, никто их за это ругать не станет, потому что оба этих варианта равноправны в русском языке. И, кроме того, надо учитывать, что языковые нормы находятся в постоянном развитии, и частенько бывает так, что старая и новая нормы мирно сосуществуют в нашем современном языке. Ну, какой-нибудь одна рельса или один рельс, одна тапка, один тапок – это все полноправные варианты. И особенно это относится, конечно, к значениям слов. И это нужно учитывать, когда мы говорим о словарной норме и о составлении толковых словарей. И здесь я хотел бы сказать следующее. Отечественные словари имеют богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность. На сегодняшний день в России созданы сотни словарей русского языка самых разных типов. Как вы знаете, орфографические, орфоэпические, толковые, диалектные, этимологические, словари сочетаемости и так далее и тому подобное. И некоторые из них доступны в интернете. Но в современном мире этого уже недостаточно. Эпоха цифровых технологий требует наличия такой системы, которая представляла бы весь словарный состав русского языка и давала бы полную информацию о каждом слове. Для этого нужно коренным образом изменить технологию работы над словарями. Мы видим здесь задачу национального масштаба, и в современных условиях эта задача успешно решается. Например, в Германии по инициативе Института немецкого языка сейчас создается такая большая словарная информационная система. По сути, она является своеобразной динамической моделью немецкого языка. Но, безусловно, нужна аналогичная информационная словарная система для русского языка. И она могла бы стать одним из основных способов повышения культуры речи населения и привлечения внимания к проблемам функционирования русского языка в России и в мире. Поэтому Институт русского языка имени Виноградова выступает с инициативой создания такой единой государственной информационной цифровой платформы с использованием технологий искусственного интеллекта, которую мы бы назвали «Национальный словарный фонд». В этом фонде можно было бы собрать материалы всех авторитетных словарей русского языка и подключить к нему уже существующие интернет-ресурсы. Этот фонд должен иметь статус общедоступного академического свода научной информации о словах, адресованного не только ученым-экспертам, но и всем изучающим русский язык или желающим расширить свои знания о его устройстве.
Я имею в виду школьных учителей, преподавателей вузов, журналистов, издателей, ученых и государственных служащих. Что даст такая система? Она позволит не только решать те задачи, о которых говорил Николай Михайлович, то есть не только обеспечит предоставление информации об актуальных нормах русского языка, но и предоставит полный свод научных знаний о современном состоянии и истории словарного состава русского языка. То есть она будет показывать, как, когда появлялось то или иное слово в языке, и когда оно ушло из языка, возможно, как осуществлялись заимствования в другие языки и многое другое. Это, безусловно, принесет большую практическую пользу в реализации функций русского языка как государственного языка Российской Федерации. У нас есть все предпосылки для решения этой задачи. У нас есть специалисты с большим опытом составления академических словарей. Наша лингвистика пользуется мировым признанием, и во многих отношениях она превосходит мировой уровень. Но самостоятельно осилить такую задачу один институт русского языка не может. Речь идет об организации широкого взаимодействия и координации работы всех словарных коллективов и различных научных учреждений России. Это большая организационная работа, и у Института русского языка есть опыт организации такого взаимодействия. Мы его приобрели при создании Национального корпуса русского языка, в котором участвовало несколько учреждений страны. И многие из присутствующих, конечно, хорошо знают этот корпус. И я хочу подчеркнуть, что корпус этот получил самую высокую оценку специалистов и признан в качестве одного из наиболее крупных и едва ли не самым совершенным из существующих в мире. Поэтому у нас есть уверенность, что мы успешно справимся и с созданием национального словарного фонда, и это станет ярким культурно значимым событием для русского языка, повышающим его престиж и престиж российского государства. Спасибо. Спасибо большое. Головко Евгений Васильевич, пожалуйста. Очень короткая реплика с моей стороны в поддержку предложения Александра Михайловича Молдавана, которого вы только что слушали. Мне кажется, что этот ресурс, если он будет создан, это, несомненно, выполнение очень важной для всей страны национальной задачи, очень важное практическое значение, разумеется, это имеет. И совершенно справедливо было подчеркивалось, что нужно объединять усилия, потому что одному институту, одному ведомству это не под силу. И я представляю Институт лингвистических исследований в Петербурге, Академии наук. И у нас такая идея обсуждается уже достаточно давно. Я очень рад, что вот мы находим понимание с Институтом русского языка. Наш институт производит едва ли не самое большое число словарей русского языка разных периодов. Это и большой академический словарь, он как раз имеет такой нормативный, можно сказать, характер. Это словарь русского языка XVIII века, XIX века, словари новых слов, словари русских народных говоров и большая словарная картотека, которая до сих пор, так сказать, не нашла, так сказать, отражения во всех перечисленных словарях. И, несомненно, этот ресурс тоже нужно использовать. В случае, если предложение Александра Михайловича Молдавана будет принято, мы готовы в партнерские отношения вступить, предоставить все ресурсы, которые у нас есть, потому что считаем, совершенно уверены, что выполнение, реализация этой задачи – это действительно национальная задача, очень важная. Спасибо. Благодарю вас. Сергей Александрович Шаргунов, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, языка нашего небесна красота, вот такой был образ у Михаила Васильевича Ломоносова, не будет никогда попрана от скота, писал он. Конечно, язык попирают и за нашими пределами, но, к сожалению, есть для него большие угрозы и внутри страны. В том числе и когда та самая финансовая логика срабатывает неким кривым образом, и кому-то начинает казаться, что все тонкое, сложное, хрупкое
это нечто побочное, что можно отодвинуть, нечто неэффективное и невыгодное. Я хочу не говорить о теоретических вещах и не произносить просто высокие слова, а сказать о чем-то очень предметном и, на мой взгляд, крайне важном, просто жгуче актуальном, о судьбах литературных изданий. Недавно я был в очередной раз на замечательном форуме Таврида, где много молодых людей, и в том числе важные литературные мастер-классы. Я там представлял журнал под названием «Юность», с мая стал главным редактором. И здорово, что на той же Тавриде даются хорошие гранты молодым людям. Но вот эти 20-летние участники Тавриды задаются вопросом, а куда им идти со своими текстами, с тем, что они написали? В какие литературные издания? Ведь журнал – это не то, что издательство. Журнал – это смесь жанров. Это и подборки стихов, и рассказы, и повести, и критика, и эссе. Там задается планка качества. И, конечно, практически все ведущие современные писатели, они публиковались и публикуются в наших толстяках, в наших главных литературных изданиях. Я скажу честно даже о самом себе, что если бы я в 19 лет не принес рассказы в новый мир, не знаю, как бы дальше складывалась моя жизнь. Я говорю на самом деле не о чем-то архаичном, и это не призыв лить слезы о былом. Я говорю о том, что имеет непосредственное отношение к судьбам нашей словесности вот прямо сейчас. Мне кажется крайне печальным то, что наши литературные журналы буквально дышат на ладан. А ведь и «Наш современник», и «Знамя», и «Дружба народов», и упомянутая «Юность», я, кстати, захватил несколько номеров и буду рад передать, это позывные культуры, это национальное достояние, это исторические бренды. Что там происходит? Во-первых, там перестали платить гонорары, потому что буквально журналы живут на копейки, если вообще живут. А понимаете, это важно не столько финансово, сколько психологически. И начинающему любому автору, что его как-то поощрили. Потом понятно, что само по себе жалование у сотрудников этих изданий, которых иначе как подвижниками не назовешь, тоже, по сути, копеечное. Эти журналы теснят из их помещений, в том числе уже и «Новый мир» в своей легендарной редакции на Пушкинской площади переживает не самые хорошие времена и очень тревожится за свое будущее. Больше того, к сожалению, закрываются литературные издания. Уже закрылся журнал поэзии «Орион». Журнал поэзии. Закрылся легендарный журнал «Октябрь». Конечно, хорошо и спасибо, что распечать кое-что подкидывает периодически, но этих субсидий просто не хватает. Справедливо ли это для нашей культуры? Я думаю, что нет, конечно, никуда не годится. Несколько лет тому назад было решено, что журналы эти будут доставляться государством в библиотеки. Причем половина бюджета федеральное Министерство культуры этим занималось, половина региональная. Но, к сожалению, в настоящий момент процесс остановлен. И в какой регион я не приеду, в какую библиотеку не приду. Мне говорят, мы хотим знать, что происходит с современной литературой. Мы интересуемся этими изданиями, но, к сожалению, не имеем возможности заглянуть в это окно в современную литературу. Понятно, что я здесь не пропагандирую, как кому-то может показаться, нечто архаичное. Есть те, кто предлагают вообще отказаться от бумаги, от книжных магазинов. Ну, как раньше говорили, вот возникли кинотеатры, значит, до свидания, театр. Потом видики, значит, в киношку ходить больше не надо. Вообще-то у нас по всем опросам большинство людей все равно пользуются бумажными изданиями. А кроме всего прочего, мне кажется, возникает во всем мире мода на шелест страниц. Ну, безусловно, это же имеет отношение и к развитию сайтов этих изданий, к возможным субсидиям, к тому, что нужно придумывать что-то яркое и интересное вокруг их существования, чтобы приезжали разные литераторы, чтобы проходили встречи, мастер-классы. Но в любом случае интересно, что это явление мирового порядка на Западе во всех ведущих университетах подписаны на наши главные литературные издания, их скрупулезно изучают. Ведь литературные издания нашей страны – это не просто XIX век, это не просто феноменология советского времени. Это то, что может аукаться и с мировыми прецедентами. Если мы посмотрим, что происходит на Западе,
то мы увидим успешные литературные журналы. The White Review, The Paris Review, Granta, N+1, Mixed А у Нью-Йоркера, у которого совокупный тираж больше 1 миллиона экземпляров, в каждом номере обязательно литература. И не только эссеистика или проза, но и поэзия. Это нормально, это естественно. А у нас страна, конечно, литературоцентричная, и люди тянутся, хотят знать. Все, о чем я говорю, не требует каких-то огромных вложений. Это просто небольшая поддержка, не дать погибнуть тому, что я бы назвал очагами культуры. И, конечно, эти слова сейчас внимательно слушают во всех этих литературных изданиях, слушают их авторы, слушают их читатели. И мне кажется, это та важная деталь, без которой немыслимо дальнейшее существование нашей родной словесности. Спасибо за внимание. Только было бы хорошо, если бы вы предложили, как это сделать. А ведь у нас с конца, середины 90-х годов они все почти частные, акционерные, не государственные. Вы что, предлагаете их вернуть государству или что сделать надо? Что сделать? Или просто дать деньги в библиотеки, чтобы библиотеки закупали и таким образом поддерживали всех без исключения. Вот все без исключения – это очень небольшой список, во-первых, узкий круг достаточно ключевых, замечательных изданий. Я же не против, я просто хочу, чтобы вы сформулировали, что сделать нужно. Ну, во-первых, да, мне представляется важно вернуться к той практике, когда шла закупка изданий в библиотеках. Вернуться к той практике, когда шла закупка изданий в библиотеках. Это вот первое и важное. А второе, мне кажется, возможно, какие-то, да, почему бы и нет, государственные субсидии, в том числе через гранты, как значимым культурным проектом. Субсидии есть, их можно, конечно, увеличить, но здесь вот нужно... Вы знаете, я поддержу любое здравое предложение, но вот то, что вы сейчас сказали, натолкнется и на другие тезисы о том, что в советское время, скажем, не знаю, произведения каких-то генсеков, их закупали в огромных количествах и распространяли в библиотеке. Кто их читал? Вот все это выродилось в свою полную противоположность. Поэтому, да, надо поддержать, да, нужно найти эти инструменты поддержки. И вопрос не в деньгах, там деньги действительно небольшие. Давайте подумаем, давайте. Прикиньте, сделайте предложение. Хорошо, ладно? Я подготовлю, спасибо. Спасибо. Богатырев Евгений Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, ровно год назад вы на Остоженке, совсем недалеко от Кремля, открывали памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу и музей Ивана Сергеевича Тургенева, Московский музей Тургенева, в день его юбилея. Совсем немного времени прошло. Позвольте поблагодарить еще раз вас за то, что вы дали старт сегодняшней жизни этого совсем неплохого музея. Он на самом деле стал очень популярным. И поверьте, мы знаем, что выходящие посетители из этого музея хотят, придя домой, открыть или «Первую любовь», или «Асю», или ту же повесть «Муму», хотя ее проходит в школе. И это, на самом деле, наверное, самое важное для музейщика – видеть результат своей работы. Ну вот я хочу в развитии темы, которую высказал Владимир Ильич Толстой, поделиться с вами о своих мыслях относительно предстоящего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. О чем говорил Владимир Ильич. В 2024 году мы все будем отмечать, это совершенно неизбежно, так же, как это было и столетие в 1899 году, и другие пушкинские юбилеи, мы будем отмечать юбилей Александра Сергеевича Пушкина. И в этом году празднование 220-летней годовщины Пушкина на самом деле дало очень хороший отсчет подготовки к этому юбилею. И для пушкинских музеев особенно этот год был особым.
И не только по количеству самых разнообразных событий, акций, которыми наполнены были пушкинские мемориалы страны в памятную годовщину. Это и прекрасная выставка «Портреты Пушкина», которая открылась в нашем Государственном музее Пушкина на Причистенке и собрала коллекции из 22 музеев страны, представляя 400 портретов Пушкина. Я передал для вас каталог, он на самом деле оказался практически уникальным, как, собственно, и выставка. Сегодня для нас хранители пушкинских мест и пушкинского русского языка в Москве, Петербурге, Михайловском, Болдино, Царском Селе, Твери, Казани, Оренбурге очевидно, что через 5 лет, в 2024 году, Россия и русский народ, все, кто говорит на русском языке, будут отмечать юбилей. 225 лет со дня рождения великого русского поэта. О значимом и важном грядущем юбилее нашей государственности, нашей русской культуры нет необходимости друг друга убеждать. Во все времена имя Пушкина являлось и является объединяющей скрепой, символом великой многонациональной русской культуры и в нашем Отечестве, и за его пределами. Мы, музейщики-пушкинисты, а также и филологи, преподаватели русского языка, и даже историки, библиотекари, хорошо помню, что в 1999 году нашим государством к 200-летнему юбилею поэта были обновлены и приведены в порядок, отреставрированы важнейшие пушкинские места. И они на самом деле стали визитной карточкой культуры России. Это и Санкт-Петербургский Всероссийский музей Пушкина, и наш Московский музей Пушкина, и, конечно, Пушкиногорье, Пушкинский заповедник и Болдино. Но неумолимое время вносит свои коррективы. Прошедшие четверть века, а скоро уже будет четверть века, значительно изменили модели восприятия экспозиции. Экспозиции в какой-то степени устарели. Требования посетителей к комфорту также изменилось. А до пушкинских музеев в Крымском Гурзуфе, в Твери, в Оренбурге, в Ульяновске, Ленинградской и Калужской областях так и не дошел черед обновления. За оставшееся до юбилея время необходимо сделать многое: реконструировать и превратить в современные музейно-туристические кластеры пушкинские мемориальные места, сделать их современными объектами культуры в самом широком понятии этого слова, способными приобщать, привлекать к пушкинскому слову, творчеству, русской классической культуре миллионы посетителей. И, конечно, прежде всего, подрастающее поколение. Безусловно, при подготовке этой программы потребуется усилие и для реализации пушкинской издательской программы, для дальнейшего развития академического пушкиноведения, ведь мы, пушкинские музеи, без вас, пушкинистов, не сможем создать и обновить наши пушкинские экспозиции. Для многочисленных пушкинских обществ, с которыми мы постоянно находимся в контакте, клубов и в нашем Отечестве, и за рубежом. А на самом деле их десятки и сотни, и это удивительные люди, энтузиасты, которые хранят имя Пушкина и в своем сердце, и передают его новым поколениям. Уважаемый Владимир Владимирович, очень просим вас поддержать инициативу об издании указа о праздновании Пушкинского юбилея в 2024 году. Ну, конечно, с разработкой программы, чтобы она на самом деле была нужна прежде всего народу, ну и, конечно, нужно обновлять наши пушкинские музеи. И, конечно, очень надеемся, что этот юбилей на самом деле продолжит те традиции, которые начались еще в веке XIX, продолжались в веке XX, ну и, конечно, должны перейти в век XXI. Поэтому очень надеемся на вашу поддержку. Вот в этой папке, если возможно, я передам коллективное письмо директоров пушкинских музеев. Некоторые коллеги мои сидят из подписавшихся здесь. И здесь два небольших письма относительно
проблем, а на самом деле одно из самых неблагоприятных пушкинских мест – это вот прекрасный дом, музей. Там находится музей, но он на самом деле в жутком состоянии. Это музей Пушкина в Гурзуфе. Когда-то он был открыт еще до войны, в 1938 году. После войны был период безвремени. В 1989 году он возобновил свою работу, но Украина, понятно, не вкладывала в этот музей ни копейки. Сейчас там течет крыша. Да, собственно, и в этот прекрасный дом Ришелье, куда Пушкин приехал в продолжении своего путешествия вместе с семейством Раевским, и течет крыша, и, собственно, и пройти даже невозможно, потому что, чтобы преодолеть короткое расстояние от набережной до этого дома, нужно пройти закрытую территорию парка, в котором сейчас находится санаторий. Ну и еще одна просьба, тоже на наше общее, мы готовы, конечно, музейщики помогать. Такое же состояние примерно музея Пушкина в Молдове, в Кишиневе. Это один из тоже очень значимых пушкинских музеев, сказать, нашего сообщества, и, конечно, необходима им поддержка. Поэтому, если такая возможность есть, я думаю, это войдет в работу по программе. Вот. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы заработаем сейчас в преддверии нашего юбилея. Спасибо. Евгений Анатольевич, согласен. Обещаю вам, указ такой выпустим, я его подпишу. Владимира Ильича попрошу сейчас при помощи коллег приступить к его подготовке. Что касается тех объектов, которые находятся за границей, к сожалению, сегодня за границей, там, в Молдове, с властями переговорим. Если нужна им помощь, мы даже готовы будем оказать им финансовую помощь для приведения в порядок этих пушкинских мест. Но что касается Гурзуфа, я, конечно, не знаю, надо посмотреть, кому он принадлежит сейчас. Здесь проблем с финансированием не будет. Вопрос только в том, как организовать эту работу. Надеюсь, что сейчас это в наших силах сделаем то, что можно. Спасибо. Валентин Вадимович Головин, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, когда мы говорим о пушкинском юбилее, я продолжаю тут то, что говорил Евгений Анатольевич, что надо всегда думать о его восприятии. Если в 1899 году мы создали Пушкинский дом, то в 1837 году мы разрушили благодаря Пушкинскому юбилею Страстной монастырь. Поэтому я думаю, что главная цель юбилея никак не должна сводиться к возвеличиванию имени поэта. Главная цель юбилея – это реактуализация его творческого наследия. Мы продолжаем говорить и правильно говорим, что Пушкин наш первый национальный поэт, что он создал язык, на котором мы говорим. Но давайте все-таки будем честны. Как мне кажется, для современного поколения вот эти пушкинские ценности, да вообще произведения Пушкина становятся все менее близки и менее понятны. И, возможно, я скажу трюизм, но развитие информационно-цифровой среды коренным образом все-таки меняет сознание современного человека, и мир классической русской культуры, увы, постепенно удаляется от него. Это неизбежный процесс, но противодействовать этому процессу все-таки надо. Мы должны участвовать в трансляции культуры, когда ценности одного поколения будут понятны другим. И поэтому перевод традиционных ценностей классической русской культуры на язык, адекватной современной цифровой среде, является сегодня, на мой взгляд, одной из самых стратегически важных задач и задач национального масштаба. И Пушкин, как главный культурный герой русскоязычной цивилизации, может, я сейчас специально использую один молодежный термин, может стать той реперной точкой, воздействие на которую будет инструментом решения подобной задачи. И таким инструментом может выступать предпринятый в Пушкинском доме в Институте русской литературы Академии наук наш проект «Пушкин Диджитал». Он уже в сети, пилотный проект его в сети, вы можете спокойно его посмотреть. И этот проект по созданию принципиально нового способа представления творческого наследия Пушкина.
Наша задача, во-первых, наконец, во всей полноте сделать доступны всему русскоязычному миру все материалы, связанные с жизнью и творчеством Пушкина. А это и рукописи, они не все опубликованы, и мемуары, и критика, и многие другие документы. А во-вторых, это самое важное, представить их формы, адекватные сознанию, воспитанные в современной цифровой реальности. Уважаемые коллеги, большинство, я знаю, были на этом портале, да, заходили. Вы можете одним кликом мышки расшифровать все, что зачеркнуто Пушкиным. То есть все, что пушкинисты делали в течение столетий. Вот на самом деле сейчас 5 человек, которые умеют читать пушкинские рукописи, которые находятся в Пушкинском доме. Одним кликом мышки вы можете поймать, ну, во всяком случае, если можно так сказать, стратегию пушкинской мысли. Все это моментально расшифровывается. Только на «Каменного гостя» 5000 внешних ссылок, да? Причем не только на полнотекстовые базы, не только на комментарии, но даже на звуки и на музыку. И поэтому мне кажется, что Академия наук, которая должна отчитываться не только перед научным миром, но и перед рядовым налогоплательщиком, вот если это станет одним из очень важным создания такого портала проектом юбилейного комитета, я буду этому весьма, весьма рад. И еще раз прошу вас, приглашаю на наш портал Pushkin Digital. И более того, это не только колоссальный шаг в науке, а с другой стороны, если мы создадим этот портал, то на его основе мы можем создавать учебники и просветительские проекты принципиального нового типа. Но, и это очень важное но, во-первых, Пушкинский дом может справиться только совместно с коллегами, а во-вторых, реальный смысл у этого проекта такого масштаба может появиться только как у проекта общенационального, связанного с системами образования, музейного дела, телевидения и так далее. И я убежден, что осуществленный в качестве совместного проекта такой замысел не только станет первым в мире, а я говорю это совершенно откровенно, потому что я наблюдаю, как мои коллеги работают со Стендалем, Шекспиром, Гёте. Да? Я думаю, что мы можем влиять на современную культурную ситуацию и на новых основаниях вернуть в нее Пушкина как культурного героя. Спасибо большое. Хорошая идея. Обязательно это, я сейчас Владимиру Ильичу сказал, в указ, о котором мы сейчас только что говорили, обязательно это внесем и поддержим. Благодарю вас. Благодарю. Спасибо. Радик Рифкатович, пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, приглашенные. Поддерживая все озвученные инициативы, мои выступления посвящаются решению второго блока задач, озвученных вами, Владимир Владимирович, то есть проблеме продвижения русского языка за пределами нашей страны. Мы считаем, что ничуть не откладывая, следует создать систему общей координации, обеспечения реального взаимодействия органов исполнительной власти и всех организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере поддержки продвижения русского языка в зарубежных странах. Определяющая роль в реализации решений в данной области, на наш взгляд, должна принадлежать прежде всего ключевым общественным институтам поддержки продвижения русского языка, а также, я хочу подчеркнуть, ведущим университетским центрам. Полагаю, было бы вполне оправданным за федеральными университетами, расположенными в каждом федеральном округе и имеющими богатый опыт обучения иностранных студентов, закрепить статус опорных вузов по организации деятельности в части продвижения русского языка за рубежом и распределить между ними, скажем так, геополитические зоны влияния. Например, Казанский федеральный университет, представителем которого я являюсь, обладает глубокими историческими корнями и традициями в деле изучения и распространения русского языка среди тюркоязычных народов разных стран. Соответственно, наш университет мог бы выступить в качестве одного из центров ответственности в продвижении русского языка в странах тюркоязычного и шире исламского мира. Подобным же образом целесообразно было бы определить центры ответственности в области русского языка и в других геополитических регионах мира, поставив конкретные задачи перед каждым федеральным университетом. Владимир Владимирович, мы наблюдаем очень продуктивный формат работы Государственного совета, а также советов и комиссий при президенте Российской Федерации, когда в течение нескольких дней их члены вместе с приглашенными экспертами при участии федеральных министров изучают тот или иной весьма актуальный для страны вопрос, затем свои итоговые идеи выносят на ваше решение. Нам кажется, вопросы развития продвижения русского языка за пределами нашей страны требуют
такой же детальной и глубокой проработки в данном формате. В связи с этим вносим предложение о проведении в 2020 году подобного расширенного выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку в Казани на базе Казанского федерального университета с участием представителей Общества русской словесности, Российского общества преподавателей русского языка и литературы и, конечно же, ведущих вузов Российской Федерации для обсуждения и возможного принятия решения по озвученному мною блоку принципиальных вопросов. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, убедительно просим рассмотреть наше предложение. Благодарю за внимание. Спасибо. Приедем. Приглашаете? Приедете. Спасибо. Спасибо большое. Борис Петрович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, русский язык мы получаем по роду своему, познавая его сначала в семье, но потом наступает период, когда мы идем в школу. И вот главное наше богатство, русский язык, мы познаем его именно там, от учителей в школе, русский язык, русская литература, которые потом помогают нам стать настоящими русскими людьми и гражданами своей страны. Значит, школа и значит, учитель русского языка. Я возьму район не Медвежий угол, а южный район, асфальтовый, до областного центра, там 1,5-2 часа и доедешь. Вот 24 школы, 400 учителей, из них 40 русского языка. Из 400 учителей средний возраст – 53 года. В некоторых больших школах, достаточно больших, десятилеток, 60, 65 – средний возраст. Еще 3-4 года назад я брал справки, 43 года было средний возраст учителя по району. Сейчас 53. Я удивился и говорю, ну, проверьте, ну, почему, куда такое-то? Он говорит, ну, что, все очень просто. Те, которые помоложе, они уходят. Они уходят, а кто остается? Вот из справки. Постоянный дефицит учительских кадров, особенно русского языка и литературы, который что делают? Внутреннее совместительство. А значит, учитель начальных классов идет и преподает русский язык и литературу. Есть ведь разница между педагогическим училищем, выпускающим учителя начальной школы, и учитель русского языка и литературы, который кончил 6 лет, этому учился. Сейчас появился новый метод, который утвердил принцип того, что каждый человек может стать учителем. Сейчас у нас каждый агроном там, или он инженер, кто угодно, вот визажисты даже у нас, за 3 месяца удаленным способом, заплатив 5, 7, 10 тысяч, становятся преподавателями, учителями. Физкультуры стал историей, экономистом, стал физиком и так далее, и так далее. Но, к сожалению, к счастью, вот никто не хочет за эти 3 месяца стать преподавателем русского языка. Хотя директора все-таки ухитряются и говорят, вот ты будешь, вот заканчивает девочка педучилище, преподавателя русского языка нет, ну нет их. Вот взяли в школе одного, ну нет ни одного, ну нельзя же прочерк ставить. Слепого человека уже привели, который уже ничего не видел, 80 лет, что-то, он побыл 2 месяца, говорит, не могу я так, вы понимаете? Простая школа там сельская, 72 года, преподаватель русского языка, у нее 36 часов нагрузки. Что такое? Вот что такое 34 часа, 36 часов? А ведь для того, чтобы заполнить вакуум, учителей не хватает. Средняя зарплата, вот тогда
Поправляли меня, говорили, что я был неправ, что я говорил 18, а на самом деле у нас 25. Вот сейчас по району 30 тысяч средняя зарплата учителя. Все. Ну почему же они не бегут вот к тому, чтобы получать эти 30 тысяч? И за счет чего получается эти 30 тысяч? Ведь когда-то было 18 часов, стандарт там научный, практический, все. Потому что каждый учитель, особенно русского языка, это еще давай час надо на подготовку. И сейчас старые учителя, я вот вчера разговаривал с учителем всех учителей, она говорит, ну не могу я, Борис Петрович, брать больше 20-22 часов, я же должна готовиться к каждому уроку. И поэтому у нее дети пишут и продолжение Дубровского, и Гоголя, и дети у нее рисуют ее, и все. Ну, получаются настоящие, вот оно познание русского языка. А когда 24, 30, знаете, даже 50, я говорю, ну что, с ума сошли, что ли? Ну, мы что, хотим разве? Ну, директор просит, ну, не ставить же прочерк в этом. Молодые в школу не идут, даже на 30 тысяч. Да их и нет, этих молодых. За последние лет 5 или 6, вот у нас в районе, по-моему, в прошлом году один математик пришла, не знаю, там только забрела, потому что у нее там родители и все остальное. Молодые не идут, да их сейчас и не выпускают. Ведь в последние годы педагогические институты занимались только тем, чтобы выжить, а не чтобы подготовить это. Ну, наш вот институт, вот Василий Иванович сидит, он скажет, сколько они там выпускают, 50 человек в году, а у нас 33 района, и в каждом по 20 школ. Ну, какая поддержка, какие могут прийти учителя русского языка? Нет. Тем более, что ведь снимается все, что раньше, за что раньше платили, вот когда они 18-20 часов, была у них нагрузка, но им платили за проверку сочинений, за классное руководство сейчас платят, там у нас что-то от 500 до 1500, да мои хорошие, ведь классный руководитель в школе, особенно в сельске, это мама. Сейчас в 6-7 классе уже по 7 часов, по 7 уроков. Дети больше проводят в школе, чем дома. 400 рублей, 1500, ну, конечно, убегают. За проверку, за категории. За категории там какую-то такую сумму ввели, 400 рублей или 500, что учителя сейчас отказывается подтверждать какую-то категорию, потому что для этого столько надо бумаг вот за эти 400 рублей. И поэтому, конечно, вся зарплата учителя теперь остается только на часах. Давай часы, тогда у тебя будут деньги. Еще одно. У нас наши сельские школы строились, ну, помню, вот эти 50-е годы, там в Волгодон у нас стройка была, у нас строили много, потом были совхозы богатые, все, строились школы. Все эти сельские школы на 350-400 человек, они остались и сейчас. В них сейчас учатся там по 100 человек, по 70 человек. И они с той поры ни разу не ремонтировались капитально. Я вот специально с заведующими там района разговаривал, говорю, ну давайте вспомните, они по 20 лет работают, когда капитально? Да какой там капитальный ремонт? Ну ладно, когда школа совсем, там крыша совсем прохудится или потечет канализация, что-то сделаем. Нет этого. И вот стоят эти школы, вот придешь, в прошлом что ли, году я пришел, там простыл, но пришел в школу, продутая, там электроотопление, насквозь продутая. Я сразу разделся, конечно, в школу зашел, и потом простудился, потому что они сидят, они привыкли, там, чтобы 14 градусов было, и сидят в 3 свитерах, в 4. Они говорят, да это ж ничего, а вот когда вот с этой стороны, он с этой ветер подует, бывает и хуже. Старые окна, старые двери. Ну, все старое, старье, не делалось там капитального ремонта. Даже текущий ремонт, на текущий ремонт в районном бюджете выделяется. Если выделяется, то там 3-4 миллиона. Все они что делают сейчас, это сами собирают там деньги. Вот что у вас? Да я мешок цементу купила, там что-то сделала. Да мы занавески сами, да мы краску сами купили. Ой, да у нас коровы есть, мы от молока выделяем, там что-то делаем. Нет ремонта. Проверки, идут проверки все время, проверяют их, конечно, все. И все пишут, заменить окна, заменить двери, заменить полы, там стены и так далее, и так далее, и так далее. Все там подсчитывается и там записано. Ввиду отсутствия средств. Я просмотрел
пачку за несколько лет. И вот сейчас на сегодняшний день для того, чтобы исполнить все судебные решения по ремонту школы, нужны на район 220 миллионов. У них, я говорю, сейчас и 4, 5, 5 миллионов нет. Это будет когда-нибудь? Нет, этого никогда не будет. Вот так они потихонечку и живут. Вот так потихонечку эта школа ветшает, ухудшает. И каких же молодых учителей можно туда прислать? Ну, зачем они пойдут вот в такую школу, где совершенно точно квартиры не будет? Вот я тогда говорил, что у нас даже в райцентре построили целый военный городок. Дети военных учатся в школах, но ни одной квартиры для учителя не дали. За последние 30 или 40 лет ни один учитель не получил квартиры. Надо потихонечку, тогда мы говорили, что постепенно, но начинать. Потому что сейчас, вы посмотрите, за 3 года почти на 10 лет учителя, конечно, есть, но они уходят. Вот даже в городе, в нашем самом лучшем лицее в прошлом году ушло 10 учителей сразу. Ну, вы представляете, что это такое? 10 учителей. Все они пошли в Москву, разместили, только успели на сайте свои данные. В течение получаса они получили по 4-5 предложений. А из районов, или те, которые кончают школу, конечно, они смотрят, где можно. Есть ли какая-то возможность, какой-то все-таки для того, чтобы начать ремонтировать сельские школы, нужно это дело все-таки начинать. Если нам нужны преподаватели русского языка и литературы, а они нам нужны очень, нужно уже сейчас, ведь мы урезали количество студентов, бюджетные все финансирования, бюджетное содержание в пединститутах. Надо сейчас уже в 2-3 раза увеличить число бюджетных мест в педагогических институтах, потому что сейчас их забирают. Вот Василий Иванович знает, последние курсы он уже не учит их только заочно, потому что городские школы их разбирают где-то на 3-м, на 4-м курсе, предлагают, идите, давайте заочно только учитесь. Вот я тут рассказываю и думаю, что все-таки наш край не самый плохой. Всегда мне казалось, что у нас все плохо. Но вот сегодня утром я прочитал газету российскую и прочитал про школу в Алтае, на Алтае, где нынешний год несколько ребятишек совсем в школу не пошли. Какая-то деревня, совсем глухая, в которой нет даже ни телефона, там, ни никаких ничего. И вот не нашли на автобусе шофера, который бы подвозил их в школу, в соседнюю. 2 человек отправили в интернат. Понятно, что это такое оторвать от родителей, 7-летнего послать. А 2 человека так и остались дома, не пустили их родители в 7 лет. Говорят, да ладно, им чуть-чуть не исполнилось до 7 лет, пусть подождут. Я вспомнил кого? Толстого. Филиппок в школу пришел, ему 6 лет было. И все-таки учитель взял его, посадил, и у него началась школа. А вот эти 2 ребятишек, к счастью, у нас в нашем крае все ребятишки пошли в школу. Даже в одну я пришел, в которую топится углем до сих пор, хотя по двору ее уже идет 20 лет, проходит труба газовая. Но у нас они пошли в школу все, а вот эти ребятишки остались дома. Кто их научит? В том числе и русскому языку. Давайте подумаем о сельских детях, о сельских школах, о учителях русского языка, литературы. Спасибо большое, уважаемый Борис Петрович. Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что если бы в то время, когда писали про Филиппка, все было бы хорошо, революции 1917 года бы не случилось. Видимо, там тоже было много своих проблем. Значит, да, в советское время все было выстроено по-другому. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что у нас по Конституции, к сожалению, муниципальный уровень власти отделен от государства.
Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять, и вот такую норму заложили в основной закон страны. На практике это означает, что первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался отрезанным фактически от областного, краевого и федерального. То же самое абсолютно в образовании происходит. Значит, во всяком случае, так вот на практике все сложилось. А там, как правило, и денег не хватает. Значит, ни на то, ни на другое, ни на третье. Или, может быть, и хватает, но тратят на другие цели. Значит, то, что вот люди стараются переехать в Москву, это не мудрено. Здесь сколько примерно уровень заработной платы у учителей в школе? 110. 100-110 тысяч. Так? Значит, вы сказали про 30 тысяч на селе. Вы знаете, сколько мне стоило сил несколько лет назад, чтобы убедить всех своих коллег, что преподаватель школы должен получать среднюю по экономике региона. Вот все говорят, что это невозможно. Ну вот возьмите там где-нибудь в шахтерских городах, поселках, шахтер получает среднюю, да, и учитель будет среднюю. Мне говорят, ну вы что, с ума сошли? Так нельзя. Я настоял, чтобы было именно так. Вот вы сказали, что у вас там 30 тысяч получают. Я думаю, что это как минимум средняя по региону. Может быть, этого недостаточно, не может быть, а точно, и нужно, конечно, двигаться дальше, но уровень заработной платы, он не должен иметь перекосов. Это тоже абсолютная такая аксиома, потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвертые и пятые. Это все должно быть сбалансировано. Но, конечно, что касается школ, то здесь государство и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяете сейчас. Здесь вы абсолютно правы, я с вами согласен. И нужно совершенствовать дальше и систему платы труда, и думать о ее повышении. Это тоже абсолютно точно. Что касается жилья, еще один острый вопрос, и здесь тоже надо вносить будет коррективы с тем, чтобы и региональные органы власти, и даже и федеральные эту программу поддерживали бы и сделали бы ее такой действенной. Но, опять же, боюсь, мы можем упереться в то, что вот с уровня федерации будет что-то сделано, а потом на муниципальном уровне опять немножко уйдет в болотину, и мы не успеем оглянуться, как опять нужно что-то ремонтировать. Здесь кардинально нужно некоторые вещи менять. Но это не значит, что об этом не нужно думать. Совершенно верно. Теперь по поводу педучилищ. Как мне показалось, насколько я представляю, сейчас мы у министра спросим, все-таки за предыдущие годы количество абитуриентов в педагогические вузы возросло. Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемый Борис Петрович. Я хотела просто вам сказать цифру, чтобы вам было понятно. Последние несколько лет, вот Михаил Михайлович подтвердит, мы принимаем на бюджетные места педагогические вузы 73 647 человек. Доходят до окончания вузов 60%. И от общего числа идет в школу еще 30%. То есть у нас 30% выпускников, обучающихся, доходят до школы. На сегодняшний день вы правы только в том, что у нас 5,8% тем, кому до 35 лет работают в школах. Но это разные причины, не только те, которые вы назвали. Что касается бюджетных мест, то они на сегодняшний день есть. Что касается педагогических училищ, у нас училища одни из самых хороших в системе среднего профессионального образования. Значит, я хочу, чтобы был разбит определенный миф, который вы сейчас озвучиваете. Вот меньше всего в школе нехватка, коллеги, сидящие здесь, мне подскажут и подтвердят, учителей русского языка и литературы. У нас больше всего математики, физики, информатики и английского языка. Словесники у нас сейчас есть в школе. Нет, не хватает. Русский язык и литература, они есть. Эти учителя как раз те самые... Математика, физика, информатика. Это кого не хватает, английского языка. Это вот та тотальная нехватка, которая действительно есть. Что касается вузов, о которых вы говорили, это не так. 73 тысячи ежегодно бюджетные места. Половина заканчивают вузы. Половина. Здесь комплекс проблем. И часть, которую вы озвучили, и часть, которую вы не озвучили. А количество бюджетных мест у нас сократилось или увеличилось?
количество бюджетных мест за Нет, последние не годы? сократилось, не сократилось. И более того, в этом году Михаил Михайлович увеличил в этом году прием. Правительство увеличило. Насколько? Там процентов, наверное. Конечно, у нас по педагогическим направлениям и по языкознанию ежегодно увеличивается общий прием. Сегодня обучается примерно 317, чуть больше тысяч по педагогике и порядка 93 тысяч по языкознанию и литературе. И эти цифры ежегодно они подрастают. Примерно каждый 10-й, кто поступает на бюджетные места, поступает на педагогические специальности. Ну, ясно, хорошо. Значит, тем не менее, Борис Петрович, я вам благодарен за то, что вы сказали, потому что общие цифры – это хорошо, а практические результаты нашей работы, которые вот вы, в частности, видели на практике, это другое. И нам нужно смотреть, что в жизни происходит, а не на бумаге. Здесь вы правы абсолютно. И мы еще обязательно вернемся к школам, которые нам, конечно, сейчас, вот я уже говорил об этом недавно, количество мест в школе надо сейчас увеличивать, имея в виду выросшее, значительным образом выросшее количество школьников. У нас на миллион больше, чем мы считали раньше. Сейчас вот возникает. И количество мест в школе должно быть увеличено значительно. Поэтому это потребует и большего количества учителей, которым нужно и жилье, и достойная заработная плата. Здесь вы, безусловно, правы. Спасибо большое. Татьяна Владимировна, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, я новичок на этом совете, поэтому позволю себе сразу выразить необыкновенную радость, которую я испытываю после того, как услышала мысли, прозвучавшие в докладе президента Российской Федерации и председателя Совета по русскому языку. Дело в том, что мы, профессиональное сообщество, уже давно ждали таких решений, которые, на мой взгляд, придадут серьезный импульс и сделают нашу работу поистине прорывной. Что я имею в виду? Я имею в виду радость по поводу укрепления позиции Межведомственной комиссии по русскому языку, которую эффективно возглавляет Ольга Юрьевна Васильева. И, конечно, отрадно, что рядом с Межведомственной комиссией встанет МИД. Дело в том, что международный лингвистический ландшафт – это не болото, он очень подвижный. И только МИД, посольства могут для нас стать своеобразным камертоном, который позволит нам четче определить направление внешней языковой политики. Я бы хотела два слова сказать о том, что в деле продвижения русского языка необходимо дифференцировать два направления. Первое направление – это экспорт российского образования, который связан с увеличением количества иностранных студентов, которые проходят обучение на русском языке здесь, и что гораздо важнее сейчас на современном этапе – это укрепление позиций русского языка за рубежом, а именно реанимация наших центров славистики, которые были у нас за рубежом, и освоение новых территорий. Дело в том, что мы совсем забыли такой большой континент, как Африка, и здесь позиции, то есть и работа Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, которую возглавляет Владимир Ильич, сейчас очень важна, потому что среди членов МАПРИАЛ у нас совсем мало представителей африканских стран, а запрос очень велик на членство, на развитие связей, прежде всего научно-образовательных. Я хотела бы обратить внимание на то, что русский язык будет сохранять и распространять свое влияние только тогда, когда он будет в сфере образования. Поэтому нам надо очень внимательно следить за направлениями образовательной политики за рубежом и внедряться в любую среду, которая возможна, используя в том числе и ресурс дошкольного образования, воскресных школ и ресурс Русской Православной Церкви, помня о том, что первые шаги в распространении русского языка как раз сделали миссионеры и Русская Православная Церковь. Я хотела бы, никого не обижая, но не совсем согласиться с Радифом Рифкатовичем. Дело в том, что российские вузы сейчас за последние годы и в прежние накопили очень большой опыт по продвижению, сохранению, укреплению позиций русского языка. Но мне кажется, сейчас нам не надо заниматься лингвистической географией и делить сферы влияния. Дело в том, что сила наша в единстве. И русский язык – это окно в мир для всех языков народов Российской Федерации и для всех стратегий, методик, которые долгие годы копили представители других языковых сообществ.
И мне кажется, если мы, русисты, возьмем на себя труд, открывая окно для других языков, популяризировать и культуру народов Российской Федерации, мы значительно расширим культурное представление других стран о нашем мировом культурном наследии. И я хотела бы призвать просто представителей всех вузов к работе сообща. И еще одно маленькое замечание. Я хотела бы предложить вот все наши усилия перенести в молодежную среду. Дело в том, что именно в молодежной среде сейчас очень высокая востребованность к изучению русского языка, поэтому студенческие, школьные конкурсы, научно-образовательные проекты, там, где русский язык может быть рабочий, мы должны всецело поддерживать. Чтобы вспомнили слова Маяковского: «Товарищи юноши, на Москву, на русский вострите уши». Я думаю, что сообща мы сможем навострить уши многих молодых людей на русский язык. Спасибо большое. Не надо, чтобы все в Москву переезжали, как вот наш уважаемый коллега говорил, я с ним согласен. Надо создавать условия, чтобы на местах люди оставались. Но я шучу. Спасибо большое. Мария Александровна, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, коллеги, я хотела бы, во-первых, выразить благодарность за то, что имею возможность представить программу детского и юношеского чтения на столь высоком уровне. Но продолжая, наверное, эту тему Бориса Петровича «Дети и юношество», хотела бы все-таки сказать о том, насколько важно сейчас момент, когда сельские библиотеки у нас абсолютно модернизируются, и национальный проект «Культура», в рамках которого создаются инновационные модельные библиотеки, действительно привносят на село совершенно новые форматы приобщения к чтению. Дети у нас являются самыми активными, самыми такими вот физически приходящими в библиотеку читателями, потому что все библиотеки в стране у нас обслуживают порядка 40% детей. Поэтому детское и юношеское чтение, с нашей точки зрения, оно определенно должно иметь ряд преимуществ. Недаром короткая, но емкая фраза Сергея Владимировича Михалкова «Сегодня дети, завтра народ», она, вот, собственно говоря, и определяет главные цели и задачи этой программы поддержки детского и юношеского чтения. 2015 год был объявлен годом литературы, и тогда состоялся первый книжный фестиваль на Красной площади, и вы, Владимир Владимирович, посещали этот фестиваль и были гостем площадки детской и учебной литературы. И тогда, наверное, собственно говоря, произошло то, что стало потом основным импульсом для создания этой программы детского и юношеского чтения. В результате нашего разговора вы выделили президентские гранты. Я могу вам передать слова благодарности от детских библиотек 85 субъектов Федерации, которые на эти деньги обновили свои фонды детской литературы. На следующий год на Красной площади состоялось тоже заседание такое книжного сообщества, на котором присутствовал Дмитрий Анатольевич Медведев. И тогда было задание о создании, поддержана идея создания концепции программы поддержки детского и юношеского чтения. Эта концепция была разработана с привлечением совершенно различных специалистов из различных отраслей знания. Это и педагоги, и психологи, и социологи, и библиотекари, книгоиздатели, авторы, представители СМИ. И вот такая программа, межведомственная концепция программы, была принята. Ее подписали в 2017 году, она получила статус государственного документа, и потом, собственно говоря, было дано поручение разработать программу и план мероприятий.
Я должна подчеркнуть, что эта работа была проделана, и программа мероприятий по поддержке детского и юношеского чтения, она включает совершенно разные моменты, начиная от всероссийского социологического исследования, изучения вопросов детского и юношеского чтения до открытия специальных направлений в наших вузах именно по образованию, вернее, не по образованию, а по таким новым специальностям в области поддержки детской литературы и чтения. Эта программа включает и создание национальной премии в области детской литературы, которой у нас до сих пор нет. У нас есть разные частные премии, у нас есть цеховые премии, которые носят имя Чуковского, Михалкова, Маршака, но у нас нет ни одной национальной премии в области детской литературы, которая поддерживала бы авторов, художников, переводчиков, тех, кто занимается продвижением детского чтения. Необходимо, безусловно, чтобы субсидировались издания детской литературы и распространялись по библиотекам. Причем не только классической литературы, но и современных авторов. А у нас действительно сейчас наша детская литература, она переживает определенный такой всплеск и подъем. Кто-то из авторов даже назвал это золотым веком детской литературы, потому что появляется целая плеяда новых современных авторов. У нас замечательные художники, у нас прекрасные переводчики, издатели, которые издают отличные книги. Но все это сосредоточено в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах. И развитие это на всю территорию Российской Федерации не происходит. Мы совершенно забыли о том, что в рамках, вот, условно говоря, недели детской книги, я думаю, что большинство сидящих за этим круглым столом помнят эту историю, когда в дни весенних каникул авторы всегда приходили, писатели и художники, в школы для того, чтобы встречаться с детьми. И государство это поддерживало, субсидировало. Вот фактически сейчас этого не происходит, потому что в лучшем случае в крупных городах есть возможность школам, библиотекам пригласить авторов. Все наши регионы остаются в этом плане только со своими авторами, которые работают в том самом регионе. Поэтому эта программа, безусловно, включает и все эти фестивали, мероприятия, акции, которые носят, я подчеркиваю еще, всероссийский характер. Безусловно, нам необходима поддержка СМИ, телевизионных, радийных каналов. И я хочу сказать, что вот работа над этой концепцией, она была очень трудной, потому что она действительно, программа носит межведомственный, междисциплинарный характер. В нее вовлечено и Министерство просвещения, Министерство культуры. Главным является Федеральное агентство «Роспечать» и Министерство образования и науки. Вот со всеми этими министерствами эта программа, она была согласована уже трижды с 2017 года. И каждый раз Министерство финансов ставит, так сказать, стоп на этой программе, потому что не может ее согласовать. Я бы очень просила вас, чтобы было дано поручение еще раз проработать эту программу для того, чтобы она все-таки получила статус федеральной программы. Потому что регионы очень много делают в направлении, вот в том направлении поддержки детского и юношеского чтения. И библиотеки, и школы, и те немногочисленные книжные магазины, которые остались в регионах.
Безусловно, общественные организации, но, конечно, нужна федеральная программа, нужен тот самый импульс федерального уровня, который придаст этой программе статус государственный. Не могу не сказать о том, что одним из пунктов этой программы это проведение Международного конгресса по детской литературе. Он у нас состоится в 2020 году в Москве под эгидой Международного совета по детской книге. Советский Союз и потом Российская Федерация, мы являемся членами этой организации с 1968 года, и только в первый раз будем принимать конгресс в Москве, в России. На него приедет, ну, по нашим подсчетам, около 1500 гостей из 80 стран мира. Все специалисты в области детской литературы. И я очень надеюсь на то, что во-первых, нам есть что показать. У нас очень достойная детская литература. У нас прекрасные, я уже повторяюсь, авторы, издатели, но у нас еще совершенно чудесные дети. Вот сегодня корреспонденты, которые задавали разные вопросы, они говорят, ну а что такое, дети же у нас не читают, они все в гаджетах и все в планшетах. Вот это неправда. Наши дети, они, наверное, самые читающие дети. Они очень активные, они очень любознательные. И вот моя задача сделать все возможное для того, чтобы вот этот импульс пошел с федерального уровня и в регионы, чтобы детским чтением и поддержкой детского чтения занимались на самых разных уровнях. Спасибо. Да, а вот это мероприятие международное по поддержке детского чтения, оно в Москве будет проходить под чьим патронатом? То кто у нас за это отвечает? У нас отвечает за это Федеральное агентство Роспечать, Министерство культуры. Там все в порядке, там двигается все? Да, там создан оргкомитет, который возглавила Татьяна Алексеевна Голикова. И, ну, вот насчет финансирования я не знаю, но вся подготовка, которая должна вестись к Конгрессу, подготовки ведется. Ну вот, хорошо. Значит, по поводу программы поддержки детского чтения, это тоже Роспечать этим занимается, да? Ну, давайте мы подтолкнем это. Это хорошая программа. Я с вами Спасибо огромное, потому что... согласен. Ну, 2 года мы уже... Да, я понимаю. Это вы правы. Самая читающая публика у нас, эти дети, это точно 100%. Все потом погружаются в интернет, а дети самая читающая часть нашего общества. Абсолютно правильно. Да, пожалуйста, Дмитрий Петрович Бак. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы много сегодня говорили о путях продвижения русского языка. Не будем забывать, что эти практики существуют и в других странах, и в XIX веке, например, каждая страна и каждый язык продвигал себя по-разному. Например, немцы еще до англичан были претендентами на то, чтобы немецкий язык был языком науки, в том числе военной науки. Мы помним, как в «Войне и мире» именно военная наука оформлена в немецкие фразы. Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert, первая колонна идет, вторая колонна марширует. Конечно, французы продвигали свой язык посредством того, что на нем велись дипломатические переговоры, светский язык был французским, русский язык традиционно был сопряжен с литературой. Эта мысль сегодня уже прозвучала не раз, но я бы хотел сказать, в чем именно вот эта центральная точка для русской культуры, в которой сходятся язык и литература в XIX веке. Принято считать, что Обломов лентяй. Нет, он не лентяй. У него просто в жизни есть Обломовка. Это идеал, который более нельзя изменить. Я не рискну спорить с тем, что промышленность – это главный локомотив, экономика – это главный локомотив культуры. Конечно, это, разумеется, так. Но речь о том, что именно литература является идеальным, совершенным способом использования языка. Чему удивляется весь мир в русской литературе? Тому, что мир привык, что можно изменить все. Как сказал поэт, женщину, религию, дорогу, можно изменить свою религиозную идентичность,
идентичность, можно изменить пол. Мы знаем, десятки гендерных идентичностей введены. Русская литература удивляет именно тем, что здесь идет речь о традиции. Я не случайно об этом заговорил, потому что сижу с одним из крупнейших, может быть, сегодня поэтов рядом, Максимом Амелиным. Дело в том, что русская литература действительно дает абсолютно универсальные формулы бытования нравственных истин. Я студентам преподаю 36 лет в школе-студии МХАТ последние годы. Я объясняю все слова, которые составляют строку Пушкина, из пророка. «И внял я небо содрогание, и горный ангел в полет, и гад морских подводных вод, и дольные лозы прозябания». Я говорю, что дольные — это здешний, что лоза — это трава, а не то, что вы подумали, не виноградная лоза, что прозябание — это прорастание. Но только потом приходит понимание того, что это речь идет о том, что этот пророк услышал, как травка растет. Он услышал дольные лозы прозябания, он услышал, как растет трава. Эту формулу никак, помимо литературы, нельзя выразить. Нельзя выразить такие формулы, как любовь к родному пепелищу и любовь к отеческим гробам. Что важно понимать, что помимо книгоиздания, помимо чтения детского, это все замечательно и важнейшая история, в России существует музейный ресурс. Более 400 литературных музеев существует в регионах России разного подчинения, разной формы собственности, в основном, конечно, государственные, хотя есть и частные. И это сокровище, которым не обладает ни одна другая страна. И я последние годы присутствуя на коллегии министерства, с удовольствием слышу, что здесь у нас все в порядке. Музейный бум происходит в стране, и в литературных музеях это тоже так. Пускай, может быть, не миллионы людей прямо зримо выстраиваются в очереди, но этот музейный бум существует. Конечно, очень отрадно, что крупнейшие юбилеи писателей отмечаются на таком высоком уровне. Отрадно, что на таком высоком уровне будет отмечен юбилей Федора Михайловича Достоевского, и оргкомитет возглавляет глава администрации президента Российской Федерации Антон Эдуардович Вайно. Я бы хотел к этим хрестоматийно известным именам, конечно, 28-й год, юбилей Толстого, это то, что должно изменить русскую культуру, так же, как строка Тютчева о том, что умом Россию не понять и аршином общим не измерить, и так далее, и так далее. Но я бы хотел в этот список добавить имя Владимира Ивановича Даля. Владимир Иванович Даль – это национальный символ, потому что это отнюдь не только создатель словаря живого великорусского языка, но это государственный служащий, не будем об этом забывать, 30 лет госслужбы в разных регионах, он родился в Луганске, отмечу в скобках, это врач, это этнограф, это очень известный прозаик, это служащий Министерства внутренних дел, начальник Ивана Сергеевича Тургенева, между прочим. Тургенев читал романы Жорж Санд, а Даль этого долго не стерпел. Тургенев был художник, Даль был государственный человек. Очень важно отметить в 26 году и 225 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Не случайно наш музей, Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ильича Даля, тоже несколько лет назад осуществил ребрендинг. Мы стали называться именем именно этого человека, потому что он представляет собой нечто большее, чем литература. Наш музей крупнейший в стране и один из крупнейших в мире, в 5-6 музеев мировых литературных он входит, более 500 000 предметов в коллекции, и поэтому мы способны и будем при поддержке Министерства культуры, которое очень много делает для нас, способствовать тому, чтобы продвигать русский язык вот в его единстве с литературой, о котором я говорил выше. 3 июня нынешнего года, в день открытия очередного фестиваля «Красная площадь», о котором шла речь уже на заседании, где председательствовал Сергей Евгеньевич Нарышкин, как раз была высказана мысль о том, что, может быть, стоит специально отметить 2 юбилея столетия крупнейшего литературного музея в 2021 году и Даля в 2026 году. Задачи очень конкретные. В стране нет единой экспозиции по истории литературы. Но все равно, что есть губернские галереи живописи в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Саратове, прекрасные в Перми, но нет Третьяковской галереи Русского музея. Нету места, где вся история русской литературы, это 10 столетий от слова закона и благодати митрополита Илариона до современных авторов, была бы представлена. Нет единой системы создания передвижных экспозиций.
Нет единой системы создания образовательных программ с использованием музейного ресурса, с использованием всех реликвий и музейных предметов, без которых изучение литературы, конечно, очень часто бывает обеднено. Я думаю, что работа эта идет. Я благодарю всех, кто ее поддерживает, и хотел бы просто обратить внимание на музейный ресурс продвижения и развития русского языка. В заключение, если позволите, буквально одно слово, как отклик на то, о чем говорил Сергей Шаргунов, на толстые журналы. Ну, конечно, Владимир Владимирович, вы правы, но можно сколько угодно произносить слова о том, что им нужно помочь, но нужны инструменты. Я мыслю здесь не первый год как историк литературы, и как историк, кстати, литературной прессы. Мне кажется, что здесь какая-то есть ведомственная ошибка. Ведомственная ошибка. Если бы Достоевский, которого сочли гениальным Некрасов, Панаев и Белинский, не имел возможности публиковаться в журнале «Современник», его не было бы. Журнал «Современник» имел тираж 10 тысяч, огромный для тогдашнего количества грамотных людей. О чем я говорю? Тогда толстые журналы, «Современник», «Отечественные записки» и так далее, это, простите за рискованную параллель, Facebook. Это очень крупный бизнес. Это очень крупный бизнес, поэтому Краевский, Некрасов, Катков, Суворин – это в том числе и предприниматели. Сейчас мы просто зачисляем толстые журналы не по тому ведомству, они по-прежнему приравнены к издающим организациям, которые, разумеется, извлекают коммерческую прибыль, иначе кому нужны издательства, которые убыточны. Отсюда высокие ставки аренды. Мне кажется, что надо подумать о том, чтобы придать толстым журналам в определенном смысле статус культурного наследия. Но музейные предметы же охраняются государством, потому что они имеют неприходящую ценность. Когда я вспоминаю, что мой родной журнал «Октябрь» изгнан из редакции на улице Правды, а когда нацисты стояли в Химках, редакция работала, мне становится не по себе. Но ей же Богу, что-то здесь нужно придумать. И я думаю, что помимо высоких слов здесь могут быть вполне конкретные инструменты на грани компетенций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства культуры. Спасибо за внимание. Да, спасибо за предложение. Надо подумать, это не может быть, предметов такого культурного наследия не может быть очень много, но в принципе они, конечно, могут быть. Да, я согласен. Да. Это один из вариантов. Я не говорю, что это решение, но над этим точно совершенно можно подумать. Пожалуйста, Людмила Михайловна. Кольцо. Спасибо большое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Высокого Совета, я хотела бы напомнить вам те слова Владимира Ильича Толстого, которые он произнес в своей речи на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку. И по результатам заседания этого совета Владимир Владимирович дал соответствующее поручение государственным органам. Речь идет о том процессе ликвидации кафедры русского языка, который приобрел, как сказал Владимир Ильич, поистине угрожающие масштабы. Хочу сказать, что этот процесс близок к своему завершению. То есть к ликвидации классического филологического образования, по крайней мере, в региональных вузах страны. Я слушаю уважаемых коллег и думаю, вот такие две разные планеты, ваша и наша, а все говорим на русском языке. Дело в том, что на 2018, 2019 и на 2020 год цифра приема в магистратуру Воронежского государственного университета, ведущего университета Центрального Черноземья, 6 бюджетных мест. При этом группа магистров по определенному направлению не может быть меньше 12 человек. Мне очень хотелось бы знать, как принимаются такие решения. Сокращается набор на филологические факультеты классических университетов, которые всегда отличались глубиной, фундаментальностью, широтой образования, и филологические факультеты университетов готовили тех учителей, которые были призваны готовить учителей.
Сейчас в рамках национального проекта образования создаются центры профессионального мастерства, и кто будет повышать это самое профессиональное мастерство, тоже не ясно. Я думаю, что со мной согласятся многие представители научно-педагогического сообщества и в том, что мертвое слово «компетенция», на котором основаны наши федеральные государственные образовательные стандарты, а сокращенно жуткое слово «ВГОС», которые без конца меняются, и непонятно, почему это стандарты. Мы работали по стандарту 2, потом по стандарту 2+, потом по стандарту 3, потом по стандарту плюс, потом теперь мы переходим на стандарт 3++, а что дальше будет 4-, наверное. Вот это чехарда с этими самыми стандартами, в которых главное слово «компетенция», от которого в русском слове, как от мертвого слова, не образуется глагол, а образуются только ОК, ПК, ОПК и прочие всякие вот эти вот тоже непонятные аббревиатуры, за которым скрывается пустота, самая настоящая. И это понятие заменило знания, умения и навыки, потому что человек должен знать, уметь и привыкнуть работать, а не компетировать. Нет такого слова в русском языке. А как говорили древние, измени название вещи, и она изменит свою сущность. Кроме того, со мной согласна тоже большая часть научно-педагогического сообщества о том, что переход на двуступенчатую систему образования, бакалавриат и магистратуру, это неразумное решение для педагогических специальностей, потому что в результате неполного 4-летнего образования мы получаем недопедообразование. И директора школ не хотят брать в школу этих недопедообразованных людей. А с магистратурой, я уже сказала, какое у нас положение дел, и мало того, в магистратуру, чтобы набрать до того количества, которое дает возможность создавать группу, мы набираем людей, не имеющих базового образования. К нам приходят физики, к нам приходят математики, к нам приходят после военных училищ. Они очень хотят изучать филологию как направление, но они совершенно не владеют ни терминологией, ни базовыми знаниями. Поэтому возвращение специалитета в университетское образование и специальности, которая была у нас когда-то, филолог, преподаватель русского языка и литературы – это насущная необходимость, иначе некому будет выполнять те две важнейшие задачи, которые вы, Владимир Владимирович, обозначили. Это обеспечить достойный уровень знаний, грамотности и действенную поддержку русской образовательной среды за рубежом. Только московские и петербургские вузы не смогут выполнить эти задачи числом своих выпускников, потому что филологию в регионах, классическую филологию, нужно в буквальном смысле слова спасать. И еще я хочу закончить выступление, потому что это настолько серьезные проблемы, которые перекликаются с тем, о чем говорил Борис Петрович Якимов, потому что на настоящий момент уже мы даже такого состояния дожили, что у нас не просто в школах не хватает учителей русского языка и литературы, и они работают на 1,5, на 2 ставки с непомерной нагрузкой, но мы уже не можем в вузы найти преподавателей русского языка, увеличивается количество иностранцев, и у нас буквально нет преподавателей, которые могли бы этих иностранных студентов обучать на достаточно высоком уровне русскому языку. И закончить свое выступление, горестное такое выступление, я бы хотела, я, дочь учителя и мать учителя, хотела бы словами художественного персонажа, учителя, из замечательной повести Михаила Тарковского «Полет совы». Я русский учитель. Я хочу, чтобы наши дети оставались в наших поселках, в деревнях, городах, и чтобы они любили свою землю. И чтобы главное для них была не минутная грошовая успешность, о которой
без конца толдычат в наших школах, а потребность служить своей земле. Вот только для этого нужны знания. И знание это дает человеку правдивое и свободное русское слово. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот для меня, честно говоря, тоже неожиданность, то, что вы сейчас сказали. Просто действительно, если это так, то трудно что-то комментировать. Я сейчас попрошу, чтобы коллеги прокомментировали. Если в магистратуру группа полноценная считается в 12 человек, а у вас дали всего 6 бюджетных мест, то непонятно. Это уже как, 3 года продолжается. Да, как это можно сформировать? Что здесь такое происходит? Объясните, пожалуйста. Владимир Ильич, я уже говорил, что общие цифры у нас не снижаются, но это конкурсное распределение. То есть количество университетов, которые подают заявки на конкурс, оно каждый год увеличивается, и это отражает интерес к подготовке специалистов по соответствующим специальностям. Группа формируется, как известно, за счет и бюджетных мест, и за счет тех, кто поступает платно, либо за счет средств работодателей обучаться. Поэтому по каждой специальности есть соотношение. Михаил Михайлович, каких здесь работодателей по русскому языку? Целевое обучение. Ну что, муниципалитет, там деревня будет направлять или поселок, какой там работодатель? Я понимаю, крупный муниципалитет там с миллионным населением, такие у нас тоже есть. Есть маленький муниципалитет и миллионный город, тоже муниципалитет. Чушь, конечно, но такое, к сожалению, у нас есть. Значит, но здесь-то кто у них? В небольших городах, ну, Воронеж-то не маленький город, миллионник, понятно, но все равно. Какие работодатели? Мы учитываем статистические данные. Сегодня за счет средств бюджета обучается примерно 40% абитуриентов, остальные за счет платных либо средств работодателя. Поэтому мы эти нормы учитываем при распределении контрольных цифр приема. Здесь что важно, вот об этом уже Ольга Юрьевна говорила, не только сколько мы принимаем, это, конечно, нужно, чтобы доступность для выпускников школ была, но и сколько потом трудоустраивается по своему прямому направлению, а это практически 60%. И здесь, конечно, нам нужно всем вместе дополнительные усилия предпринять, чтобы трудоустройство выпускника по этой специальности, обучившегося, стало в центре нашего внимания и в университете, и у руководителей региона, муниципалитета, безусловно, одной из основополагающих задач. Все правильно, только это не отвечает на вопрос, который коллега поставил. Как им сформировать группу, если требования министерства 12 человек, когда вы дали всего 6 бюджетных мест? И предполагать, что на еще придет 6 за свой счет учиться, это же не модная какая-то специальность, которая доходы приносит там какие-то. Не нефть и газ, конечно. Я вот этого не понимаю. Значит, здесь мы основываемся на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые 3 года. Ну, плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на Земле, в жизни. Плохо. Значит, нужны какие-то коррективы, тогда в ваши правила. А если уж вы ввели правила, согласно которому группа не может быть сформирована меньше, чем на 12 человек, ну тогда дайте им туда 12 бюджетных мест. А что значит по поводу, вы говорите по поводу трудоустройства? А как они будут трудоустраиваться, если вы их даже не подготовили? Кому трудоустраиваться? Там не будет никого. В магистратуре не будет у них никто учиться. И потом у вас будет 0 в этой статистике. В Воронеже никто не устраивается по специальности русский язык. И правильно. А откуда? Они не трудоустраиваются, потому что там нету их. И не будет по таким правилам. Потому что одно правило у вас противоречит другому. Наведите порядок. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит. Конечно, я понимаю, министерство федеральное, оно должно руководствоваться большими данными, большими цифрами. Но надо все-таки смотреть, что происходит в жизни, это реально. Мы сейчас вносим изменения в эту методику. Вносите изменения, вместе с общественностью дорабатываем. И потом доложите мне, как вы там изменили, потому что это же просто смешно. Значит, теперь по поводу специалитета. Вот как вы относитесь к возрождению специалитета именно по этому направлению?
Владимирович, это вопрос, который действительно обсуждается в профессиональном сообществе. У нас по каждому направлению есть специализированное учебно-методическое объединение, которое ведет, во-первых, объединяет всех специалистов профильных по этому направлению и обсуждает вопрос соотношения, какой объем бакалавриата, какой объем специалитета, какой объем магистратуры по каждой программе должен быть. И мы каждый год с учетом обсуждения принимаем решение на следующий конкурс, какие цифры, соответственно, объявлять для планирования. Спасибо вам большое за информацию. Я спросил, как вы к этому относитесь? Не как относятся коллеги, к мнению которых вы обращаетесь, как вы к этому относитесь. Знаете, у меня нет окончательного мнения, но бакалавриат, магистратура, они вообще это неплохой способ подготовки специалистов. Знаете, вот когда готовят в области кибернетики, там, не знаю, там, что-то еще, технические, там, довели до какого-то уровня, эти знания могут быть применены на практике, в жизни, на предприятиях, в крупных наших компаниях. И там следующий шаг, магистратура, там еще больше знаний. Понимаете, это ведь все это возникло, это за рубежом возникло из потребностей жизни, из потребностей экономики. Вот по таким специальностям, как русский язык, это эффективно делить бакалавриат, магистратура? Что там, что это дает? Что, бакалавриат преподают только в младших классах, что ли, или что? А магистратура дает право преподавать до 10-11? В чем смысл? Вот, понимаете, мы же должны не голыми схемами руководствоваться. Может быть, это не решение никакое, просто я рассуждаю вслух. Вот мы собрались для того, чтобы поговорить. Значит, вот что это дает? Это просто голая схема модная, да? Или в этом есть какой-то смысл? В сохранении вот этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку, бакалавриат, магистратура. Или действительно, вот как коллега предлагает, возродить прежнюю систему, готовить там, как готовили там 5 лет, и все, и давать полноценное образование, сразу, чтобы человек мог пойти и преподавать в школе. Ваше мнение какое? У вас есть мнение по этому вопросу? Сфера подготовки педагогов, она также, как и многие другие сферы профессиональной подготовки, сегодня не может оставаться в стороне от, в том числе, процессов цифровизации, от новых запросов рынка труда. Вот сегодня в Московском университете очередной съезд преподавателей и учителей русского языка и литературы начал свою работу. Эти вопросы там в повестке обсуждения на ближайшие 3 дня находятся. Как у вас своего мнения нет? Значит, нет, я как раз хочу... Ольга, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, мое мнение, оно как бы известно, я его озвучивала. Я считаю, мое мнение, может быть, вы меня поддержите, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет. Вот на педагогические специальности, особенно гуманитарного цикла. Я допускаю, что физики, хотя это тоже дичь, наверное, что физик приходит в школу после бакалавриата по физике. Куда он пойдет? Или математик приходит в школу после бакалавриата по математике. Ну, я могу сказать, что даже в администрацию президента с бакалавриатами на все специальности, на все должности берут, чтобы было понятно, даже просто вот не считая, что это в полном смысле законченное образование. Поэтому, если была бы возможность, это вот как, ну, не знаю, моя мечта, да, чтобы вернуть специалитет на педагогические специальности, особенно гуманитарные, вообще все педагогические, их не так много на самом деле. Потому что учителя школьные все-таки бакалавриата недостаточно для того, чтобы... И я понимаю крик души профессора Воронежского университета, коллеги, когда она говорит про 6 мест магистратуры. Потому что бакалавр с русским языком, литературой, в общем-то, найти место в школе очень сложно. И коллеги, учителя мне подскажут, что это так. Это незаконченное высшее, в полном смысле слова, которое было в недавнем нашем прошлом. Но тогда хоть давали справку, что незаконченное, можно было там идти дальше. Мы сделали что с Михаилом Михайловичем? Мы, допустим, в ряде педвузов мы сделали очно-заочную магистратуру, чтобы они, работая в школах, могли получать образование дальше. Но не везде это получается. Владимир, я все-таки, чтобы ответить на ваш вопрос, извините, пожалуйста, считаю, что за 4 года при современных технологиях мы сможем качественно готовить специалиста, который сможет закрывать основной объем работы в школе. Более того, мы сейчас для того, чтобы процесс образования был более практикоориентирован, вместе с Министерством просвещения подготовили соответствующие законодательные инициативы, они уже в Государственной Думе обсуждаются, чтобы допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования, но имеют необходимые компетенции, в том числе предметники, чтобы ту проблему, которая говорили по математике, по информатике, по физике, закрывать как можно быстрее. Университетский. Ну, да, университетский, да. Я понимаю, физика, математика, там люди
люди могут быть хорошо подготовлены, им нужно только дать дополнительные знания в области педагогики, да, и допустить их к работе с людьми. Русский язык – это другая история. Значит, я сейчас повторю, это никакое не решение. Вы сказали верные вещи по поводу цифровизации и уровня подготовки. Знаете, вот в медицине, мы сейчас медициной много занимаемся, да? Ведь койку освободить для того, чтобы, значит, больше оказывать амбулаторным способом людям помощь. Но там высчитывают конкретные мероприятия, которые нужно провести амбулаторным путем, чтобы закрыть те проблемы, которые раньше решались на койке. Там конкретно все прописано, что можно и нужно сделать, какие применить новые средства, лекарства и так далее, и так далее. Там новые методы лечения. И это можно сделать амбулаторно. И не обязательно занимать койку. Да, так просчитать можно. Я просто не готов, я же не специалист по русскому языку. Вот здесь собрали специалист. Вот это применимо к русскому языку или нет? Вот об этом речь, понимаете, об этом ведь речь. Вот могут сейчас вот собравшиеся здесь, или, допустим, тех, которых в этом зале нет, но тоже специалисты в этой сфере, могут ли они сказать, что вот с помощью цифровизации мы можем дать человеку за 4 года такие знания, которые раньше он получал там за 5. И это будет полноценный специалист. Но тогда не надо его ограничивать ни в чем. Тогда бакалавриат должен давать возможности работать свободно и в полном объеме там, до 10 класса с преподавателем. Да, ну пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, Кузнецов Сергей Александрович, Санкт-Петербургский университет, вице-президент Международной ассоциации преподаватель русского языка и литературы. Пожалуйста. Я одни голые цифры скажу, Николай Михайлович об этом не сказал, поскольку регламент. Мы в университете проверяли федеральные государственные образовательные стандарты для школы, для университета, для средней школы, старшей школы и для университета по русскому языку. То, что требуется знать, какие компетенции должны продемонстрировать выпускники средней школы и выпускники университетов. Такое впечатление, что переписывали компетенции от школьников в университете. Школьники, выпускники средней школы должны знать все то же самое, что и выпускники университета. Те же самые требования, те же самые слова. Ну, лексика, понятно, что грамматика, морфология, синтаксис, все такое прочее, но еще и речевые компетенции. То, что не любит коллега это слово, которое значит 3 составляющие понятия входят туда. Это первое. И второе. Мы проверяли, взяли 265 учебников по всем специальностям, предметам, школьным предметам, собрали, сделали компьютерный анализ, провели, собрали словник. Вышло, что школьники должны знать 100 тысяч слов. У них должен быть в активном владении словарь из 100 тысяч слов. Это много, я согласен. Давайте уберем слова, которые встретились в школьных учебниках и во внеклассном чтении, там 5 раз. Все, что меньше, выбросим. Оказалось, 60 тысяч слов они должны знать. Давайте мы выбросим все слова, которые меньше 25 раз встретились в школьных учебниках и в внеклассной литературе. 40 тысяч слов. Солнце нашей поэзии, человек с самым крупным словарным запасом, 21 197 слов его словарь составляет. Школьник должен знать минимум от 60 до 40 тысяч слов. Поэтому, конечно, не случайно и компетенции прописываются под это. Что выходит бакалавриат или магистратура или специалитет, теперь уже все равно, потому что требования предъявляются одни и те же. Между тем, школьники, это отмечено в научной литературе, школьники получают неудовлетворительно по математике, физике и химии только потому, что они не поняли задания
которые им предстоит выполнить. Они не поняли содержание задачи со всеми этими компетенциями. Так что мы говорим, все у нас здесь хорошо, здесь там чего-то плохо, а фактически получается совсем не то, что мы думаем. И вывод Спасибо. Какой? И вывод какой? Это вот вы все красиво рассказали. Вывод, чего вы предлагаете? Нажмите, пожалуйста, кнопочку. Я предлагаю вернуть полномасштабное образование по русскому языку в университеты. Никаких бакалавриатов, что они оттуда выходят. Это так, надо, конечно, это сделать специалитет, но пусть будет специалитет. Но полное, пятилетнее, да, образование. Нам не нужна наука, нужна практика, нужно научить людей учить детей. Это первое. И второе. Необходимо отнестись к русскому языку не как, извините, ребята, не как к языку русской литературы, а как к языку науки, языку права, государственному русскому языку. У нас в словарях проверяли, значит, в словарях из тех слов, которые есть в школьных учебниках, 2500 слов нет ни в одном толковом словаре, даже самым полным, автором которого я являюсь. Я предлагаю разработать такой словарь государственного русского языка, о котором говорил Николай Михайлович, который бы закрыл эти лакуны. Вообще разобраться, а на каком языке мы говорим? Мы сейчас говорим, вы говорили о том, что экономика двигает культуру, двигает русский язык в мир. Это так. Но ведь за этим стоят слова, термины, понятия, которые есть в экономике, в науке, в производственной деятельности, в школьных учебниках, в университетских учебниках. Это не те слова, которые употреблял Пушкин. Здесь много новых слов, много новых понятий, которые мы должны дать школьникам. А этих слов нет до сих пор в словарях. Считается, что школьный учебник – это вот такой, школьный словарь – это такой маленький, когда 10 тысяч наиболее актуальных, активно употребляемых слов предлагается школьникам для изучения. Опять 25, опять там, как начинаешь словарь читать для школьников, стол, стул, а дальше не идут. Это же неправильно. Надо учить школьников заниматься, работать постоянно, на каждом уроке со словарем. Если он это понятие в 5-6 классе пропустил, а в 7 ему оно встретилось опять, должно быть место, должен быть справочник, где он заглянет и вспомнит или то, что он не забыл, или то, что он не знает, смог узнать. Одно такое место. Это называется справочник по русскому языку. Словарь, русский язык, школьные издания. Спасибо. Спасибо. Мне представляется очень убедительным то, что вы сейчас говорили. Благодарю. Только хочу только маленькую поправочку сделать. Я не говорил, что экономика способствует развитию языка, культуры. Нет, это базу создает и вызывает интерес к стране, а значит и к языку. Понимаете, вот с нами хотят сотрудничать. Вот кто-то говорил про африканские страны. Там один из участников нашей встречи с африканскими странами, премьер-министр одной достаточно большой страны, говорил на хорошем литературном русском языке. Все выступление свое, практически без акцента, понимаете? Вот. И возрождение интереса к России пошло к нам по самым разным основаниям. Все, интерес к языку сразу возрождается. Мгновенно. Вот просто мгновенно, в эту же секунду. Нет интереса к стране, она ничтожная, маленькая, невлиятельная, никому не нужна, и интерес будет пропадать. Ну, как будут, значит, там, как в музей ходить
смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой. И это, в конце концов, интерес и к этому пропадет, уверяю вас. Как это для нас не было бы печально. Но музыку Чайковского слушать, конечно, будут всегда, надеюсь. Вот. Но, в принципе, интерес к стране, к культуре, к языку пропадает сразу же, как пропадает интерес к стране как таковой, как к деятельному участнику международного общения. В основе вот интереса к стране лежит, конечно, экономика. Вот это вот просто это в обороне и так далее. Но инструмент сам по себе, он за это, имею в виду. Пожалуйста. Алина Афакуевна. Да. Цель моего выступления – привлечь внимание к модели поликультурной школы, которая в экспериментальном порядке работает уже в некоторых субъектах Российской Федерации. И начну я с мысли, которую вы, Владимир Владимирович, в 2012 году изложили в статье в независимой газете. Вы назвали особым культурным кодом, который надо питать, укреплять и беречь, уникальную способность граждан нашей страны выступать независимо от национальности своей, носителями ценностей и родной, и русской культуры. Именно на сохранение вот этого уникального кода культурного нацелены образовательные программы поликультурной школы с 2 языками обучения, родным и русским, прямо с 1 класса. В такой школе нет споров о соотношении часов на изучение родного и русского языков. Абсолютно рационально, методически грамотно решаются и задачи овладения русским языком как государственным, как языком межнационального общения, и задачи укрепления образовательных и воспитательных функций родного языка, и задачи изучения иностранного языка. Школы этой модели сегодня успешно работают в Северной Осетии, в Татарстане, в Чечне, в Якутии. Наши коллеги, начиная с начальной школы, ведут такой профессиональный мониторинг интеллектуального и психофизического развития детей. Получены достаточно интересные результаты. Например, скажем, во Владикавказе уже 3 года назад выпустились из такой вот экспериментальной поликультурной школы ребята, и все 11 лет наши коллеги вели сравнительный мониторинг. Данные мониторинга показали более высокие результаты во всех предметных областях школьников из этой поликультурной школы, более высокий уровень их подготовки к жизни в многонациональном, многоконфессиональном современном обществе. И сравнивались с ребятами из обычной школы с русским языком обучения, но одной из лучших школ Владикавказа. Не только эти результаты в других субъектах, где работает эта модель, свидетельствуют как минимум о 2 преимуществах этой модели. Первое преимущество – использование одновременно родного и русского в качестве языков обучения предоставляет родителям и школе свободу выбора языка обучения уже на старте, в 1 классе, и позволяет дальше варьировать сроки и форматы дальнейшего подключения 2 языка обучения в зависимости от того, как реально ребенок владеет, каким языком лучше, родным или русским. Даже на старте берут 2 первых класса, в одном классе дети с преобладающим русским языком, во 2 классе с лучшим знанием родного языка. Эти технологии, методики обеспечивают максимально полное освоение образовательных программ на всех ступенях школы. Это как бы вот первое преимущество. Второе преимущество состоит в том, что в основу отбора дидактического материала, да вообще всего образовательного процесса, и учебной, и внеучебной деятельности, положен концептуальный такой принцип, на котором основывается вся работа школы: родной край, Россия, мир. То есть ребенок, школьник с 1 класса, вот погружаясь в мир знания,
начинает себя осознавать жителем малой родины, затем гражданином огромной России и, наконец, членом мирового сообщества. А национальная культура его вписывается в общероссийское культурное пространство как ее неотъемлемая часть и элемент мировой культуры. У школьника, у ученика, у ребенка воспитывается чувство собственного человеческого достоинства, чувство гордости за свою родную культуру, за свою принадлежность к многонациональному, великому российскому Отечеству. Мне кажется, это ведь и есть важнейшее предназначение нашей школы – растить гражданина и патриота, образованного, культурного и, безусловно, конечно, здорового и счастливого человека. И представляется, мне кажется, сегодня вот в ситуации нашей современной школы этот опыт востребованным, и необходимо его всесторонне изучить для того, чтобы вот экспертное сообщество всесторонне как бы его проанализировало, Российская академия образования, Минпрос, Минобрнауки. Во-первых, нужно найти системные решения проблем подготовки квалифицированных учителей для такой школы. Затем нужно выстроить научное сопровождение деятельности такой школы, разработки инновационных учебников, а здесь появятся вопросы создания авторских коллективов из компетентных специалистов, способных эти новые поколения учебников составлять и так далее. Там так, кругами сразу вырисовываются проблемы. И, во-вторых, мне кажется, лучше из этого опыта уже сейчас можно было бы рекомендовать нашим субъектам в национальных республиках для использования этого опыта. Потому что имеющиеся другие варианты, когда в некоторых субъектах у нас пошли по пути обучения детей только на родном языке, приводят как бы, ну, к результатам не вполне удовлетворительным. Ребятам трудно сдавать ЕГЭ, они не могут учиться за пределами своего субъекта и так далее. Мне кажется, нам нужно этот опыт все-таки внимательно изучить всесторонне. И, может быть, я не знаю, может быть, это слишком смелая идея, но сейчас создаются научно-образовательные центры в разных округах, и они больше, конечно, работают на экономику, на развитие промышленности, на прорывные вещи в этих сферах. Но мне кажется, в сфере, о которой я пыталась говорить, не менее важно объединить усилия лучших специалистов из образовательных учреждений и науки для того, чтобы эти проблемы решить квалифицированно. Спасибо. Спасибо. Это очень тонкий и очень важный вопрос вы подняли, просто очень важный, особенно для нашей страны. Для любой многонациональной страны важно, для нашей особенно. Потому что здесь нужно, конечно, найти этот баланс между необходимостью, а эта необходимость совершенно очевидна, обучения ребенка национальному языку, поскольку без этого нет национальной культуры, но и в то же время русскому языку и ощущению обучения, ощущению того, что он часть большой, могучей, мощной державы. Это чрезвычайно важно. Конечно, это право выбора как раз вот в тех же муниципалитетах, где школы работают, принимать решения по поводу того, на каком языке учить. На двух языках, на русском и на национальном, либо только на национальном. Но когда учат только на национальном, я так понимаю, что вы из Северной Осетии, да? Ну, родом я из Северной Осетии, да. но я до последнего времени была ректором федерального университета в Ставрополе, вы к нам приезжали, Северо-Кавказский федеральный, да, но сейчас я уже как бы вот... Ну вот, как вы сказали, в некоторых национальных республиках принято решение о том, чтобы обучать как минимум на двух языках. Потому что если только на одном, это ограничение детей в будущем. А вдруг он захочет поехать учиться в другой регион страны, где по выбранной им специальности он должен будет говорить на русском, и чего ему делать? И это просто реальное ограничение возможностей для детей, которые обучаются только на одном языке. Что делать, если в этой республике нет возможности получить по узкой специальности высокого уровня образования? Да, конечно, думаю, что это ошибка. Но вот решать такие вопросы нужно, конечно, по согласованию и с республиками,
с краями, с областями, с нашими, и с муниципалитетами в данном случае, имея в виду, что люди не должны чувствовать, что их в чем-то ограничивают. Вот это было бы другой крайностью и абсолютно точной ошибкой для многонационального государства. Никаких ограничений здесь люди для себя чувствовать не должны с точки зрения изучения своего языка, своей культуры, значит, истории своего народа. Это точно. Пожалуйста. Спасибо большое. Потом, да. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. Спасибо за возможность выступить. Я хотел бы сказать несколько слов в поддержку некоторым инициативам, которые прозвучали. Совершенно согласен с Сергеем Александровичем о том, что сегодня одна из ключевых проблем – это понятийный аппарат школьника. Мы действительно наблюдаем в соответствии с отечественными и международными исследованиями, что на сегодняшний день более 60% учащихся испытывают трудности со словарным запасом. Они не понимают значения многих слов, правил и норм их употребления. И это, конечно, влияет негативным образом на обучение по всем предметам, не только по русскому языку и литературе. Как было отмечено исследователями, также сказывается на психическом здоровье детей и в целом влияет на дальнейшую их жизнь. В большинстве случаев дети сегодня пользуются непроверенными источниками информации, такими как Википедия и просто традиционными поисковыми системами, которые не способны гарантировать достоверность данных. Это особенно важно, ведь мы говорим о том, что составляет основу культурного кода нашей страны. Сегодня очень много говорили о словарях, и не случайно, потому что словарь, как структурированный справочный коммуникационный ресурс, является эффективным инструментом развития языковой информационной культуры подрастающего поколения. Однако ввиду нормативных коллизий языковые словари уже более 2 десятилетий назад выпали из активной школьной практики. И сегодня у школы фактически нет прав и возможности иметь в своих фондах современные качественные лексикографические ресурсы. Мониторинг, который был проведен Министерством просвещения 2 года назад, показал, что в фондах школ 80% словарей были изданы до 90-го года, если не соответствует актуальным нормам. В связи с этим, в интересах формирования единого языкового образовательного пространства страны, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выступить с инициативой организовать специальную экспертизу и сформировать на ее основе перечень словарей, который будет допущен к использованию в российской школе, в образовательном процессе, ее учащимися и учителями. Насколько мне известно, Министерство просвещения ведет работу в этом направлении. Так, под эгидой ведомства ежегодно отмечается День словаря 22 ноября, в день рождения великого российского лексикографа Владимира Ивановича Даля. Мы очень рассчитываем в ближайшее время на то, что эта дата станет памятной датой в российском календаре. Хотел бы еще отметить, что, конечно, вопросы грамотности и культуры речи выходят далеко за пределы школы. Мы наблюдаем их в системе общественных отношений, государственного управления, в медиасреде. И предлагаемый Институтом русского языка Российской академии наук проект по созданию Национального словарного фонда станет существенным научно обоснованным ресурсом при преодолении данных проблем. Интегрировав лингвистическую информацию с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, мы построим систему больших данных, а благодаря современным технологиям значительно актуализируем науку в данной сфере, сможем быстро и точно отражать актуальные тенденции развития живого языка во всем его многообразии. Эта инициатива особенно актуальна в свете недавно подписанной вами, Владимир Владимирович, стратегии развития искусственного интеллекта в России и построения информационного общества. Открытый для российских и для зарубежных пользователей фонд станет глобальным ресурсом позиционирования и продвижения в стране и мире русского языка и нашей культуры в целом. Я уверен, данные инициативы найдут поддержку, и их реализация будет полезна государству и нашему обществу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. По поводу анализа словарей и допуска их, я думаю, что правильно, абсолютно. Мы отметим это в перечне поручений. По поводу Википедии, здесь уже говорилось об этом. Но лучше заменить ее большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами это говорим. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме предложенной. Да. Прошу вас.
Владимир Владимирович, поскольку времени мало, я откажусь от теоретической части, связанной с русским языком, и перейду только к прагматике. Я хочу напомнить прошлое заседание, которое у нас было здесь, где мы говорили о ближущемся юбилее Достоевского, 21 год, 200 лет со дня рождения. Вот. И вы тогда всячески поддержали эту идею, что нужно этот юбилей проводить на высоком государственном уровне. Был создан оргкомитет во главе с Антоном Эдуардовичем Войно, принята была программа, и одно из ключевых событий этой программы был наш конгресс фонда Достоевского, который мы проводим уже 18 лет, с 2001 года. У истоков стоял Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин, ну и другие писатели. Русская словесность в мировом культурном контексте. Уже было 9 конгрессов. И это единственная в мире площадка и в России, где встречаются и писатели, и исследователи. То есть такая, типа Валдайского клуба. Но я не дерзну на себе, брать сравнение, это хотя я был участником Валдайского клуба. Но это такая интеллектуальная элита, слависты всего мира собираются. И цвет нашей науки филологической, и наши писатели. И мы проводили это много лет, и многие участники нашего сегодняшнего заседания могут подтвердить пользу и важность этих конгрессов. И мы подавали всегда на гранты. Хотя я удивляюсь, почему нам нужно на грант подавать, когда это уже существует, это же не разовое мероприятие. Более того, этот конгресс включен в эту юбилейную программу и в распоряжение правительства от 28 декабря 2018 года за номером 2989-Р значится этот конгресс как ключевое мероприятие юбилейных лет на 3 года. 18, 19, 20, 21. И в этом году мы подаем очередной грант, и мы получаем отказ полный. То есть конгресс в этом году не состоялся, он включен в программу. На будущий год и второй раз подаем и получаем отказ. То есть получается вообще такой парадокс. Когда были годы не юбилейные, мы спокойно проводили эти конгрессы. Как только наступают юбилейные года, программа создана, утверждена правительством, и конгресс, я уже не знаю, будем ли мы подавать на будущий год, потому что какой смысл тогда? У меня вопрос возникает, насколько вопрос в компетентности этих анонимных экспертов, которые определяют. Мы не знаем, кто это и что, и какие это эксперты. Почему такой конгресс, который вызывает, в общем-то, и во всем мире. Я сейчас был на конференции в Бостоне, всемирная конференция была по Достоевскому, и американцы меня спрашивают, когда будет очередной конгресс ваш. И приходят из-за рубежа, из регионов. Причем хочу сказать, что одним из главных секций, это секция, которая называется «Русский язык как мировая коммуникация», и вторая секция «Русский язык на постсоветском пространстве». То есть самые актуальные темы, которые мы обсуждаем на этих конгрессах. Под эгидой Достоевского, скажем так. Это такое у меня, соображение, которое вызывает горечь, потому что мы не знаем, будут ли эти конгрессы, которые стали уже традиционными, как Валдай, скажем так, на будущее. И теперь еще такой момент общий. Ведь какая угроза для языка сейчас появляется, явная угроза в культуре? Это клиповость, клиповое сознание. Я прошу прощения, еще я позволю себя процитировать одно стихотворение, имеющее отношение прямо к этой теме. Такие строки горестные. «И Бог мычит, как корова, и рукописи горят. Вначале было не слово, а клип и видеоряд. О, дивный мир этот тварный, пою тебя и хулю, хотя мой запас словарный давно стремится к нулю». Это горестное, конечно, размышление, но это отражается на поколении. Я 40 лет в высшей школе, и я вижу, преподаю в МГУ, и я вижу, насколько словарный запас студентов сейчас уменьшился. Некоторые студенты сейчас отвечают на билеты при помощи мимики и жеста. У них не хватает слов, они как сурдопереводчики дают такие жесты, и получается просто словарный запас падает. Падает понимание смысла. Недавно совсем один телевизионный комментатор вел репортаж из банка, захват банка. И он хотел сказать, что напряжение достигло апогея. И он сказал, напряжение достигло катарсиса, сказал он. Понимаете? Такие смысловые, такие замечательные сдвиги у нынешних. Как сказал Ежелец, неграмотные вынуждены диктовать. Я полностью поддерживаю высказанное здесь предложение о том, что русский язык должен преподаваться 5 лет. Впрочем, все гуманитарное образование должно быть 5-летним, конечно. Технически это другой вопрос.
технически. А вот что касается гуманитарных, и истории, и филологии, и журналистики, я думаю, тут наиболее приемлемый стандарт – это 5-летний стандарт, конечно, конечно. И еще раз я повторю, вот с упорством попугая, уже 3-й раз на Совете я вносил такое предложение, чтобы был, ну, возвращение сочинения в школу – это великое дело, но чтобы писалось сочинение на всех выпускных экзаменах во всех вузах, не только гуманитарных, скажем, но и в технических. Это бы очень оздоровило ситуацию в стране языковую. Конечно, выпускной, человек поступает, пишет вступительное, значит, сочинение там, или сдает ЕГЭ, но какой выход в конце, на 5-м курсе, когда он вступает в жизнь, с каким запасом? Словарным, лингвистическим и так далее, понимаете? Вот. Поэтому прав, конечно, один ученый, который сказал, что не люди овладевают языком, а язык овладевает людьми. Язык овладевает людьми. И мы, конечно, и когда сказала в свое время вот Ахматова, если вы помните со школы все эти стихи, 23 февраля 1942 года в «Правде» появились стихи, значит, «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебе русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Что она говорила? Не о защите территории даже, не о защите строя политического, а о защите языка, потому что язык это все совокупляет. Язык как главное достояние нации, как образ нации, защита языка. Конечно, это очень важно, и, конечно, вот я думаю, что наши вот посиделки, скажем так, вот замечательные, они будут способствовать этому делу. И я еще раз прошу обратить внимание все-таки на наши конгрессы, потому что вот многие тут присутствующие в них участвовали, и все-таки это нельзя терять, эту традицию. Спасибо. Спасибо. Значит, мы позаботимся и о ваших посиделках. И сейчас спросим у министра, в чем дело-то? Я, честно говоря, первый раз об этом слушаю. А чего грантов-то не знаю? Или нам не нужны? Игорь Леонидович, а вы кому подавали на гранты? Мы на президентский грант подавали, вот на грант президентских, да. Более того, этот грант был поддержан замминистра просвещения, культуры Аллой Юрьевной Маниловой. Вы в Министерство культуры подавали или в администрацию на президентский грант? Нет, прямо на президентский грант мы подавали. Куда? На президентский грант мы подавали, с письмом Маниловой. Такая была процедура. Если вы подадитесь к нам, мы вас поддержим. Мы, я, насколько помню, поддерживали вашу сессию в рамках Петербургского культурного форума. Сейчас мы с вами виновных не найдем, но грант будет. Я вам обещаю. Спасибо. Хорошо. Нам надо заканчивать. Но если совсем коротко, ладно? Пожалуйста. Обещаю очень коротко. Мы с детства знаем, что русский язык великий и могучий, и мы здесь совершенно правильно беспокоимся о том, чтобы он этого могущества не утратил. Но в то же время русский язык существует в нашей стране в контексте многих менее могучих языков. И есть глобальный процесс исчезновения малых языков, он затрагивает и Россию в том числе. Я представляю Институт языкознания Российской академии наук, и по экспертной оценке нашего института около 20 языков России находятся на грани исчезновения. Это значит, что передача от поколения к поколению очень давно закончилась. И в обозримом будущем эти языки исчезнут. И есть еще много языков под угрозой исчезновения. И мне представляется, что назрела необходимость создания российской программы сохранения языкового многообразия. И такая программа базируется на 3 китах. На наличии местных активистов, которые готовы заниматься поддержанием своих языков, на некоторой организационной и финансовой поддержке государства и на лингвистической экспертизе. И у меня есть тут более развернутый документ, который я буду рад передать вам, Владимир Владимирович, если эта идея представляет интерес. Ну и дальше не буду, коллеги, занимать ваше внимание. Вот это то, что я хотел кратко обозначить.
Правильное абсолютно предложение. Мы уже несколько раз к этому возвращаемся. И такая программа, ну или программа, там, любая форма поддержки языкового многообразия в России, конечно, должна быть. Вот Владимир Ильич подсказывает, что у нас создан фонд для этого, но, как он говорит, недостаточно наполняется там финансами. Надо посмотреть реальные потребности. Ну, потребности можно, конечно, рисовать любые, но исходить из реалий жизни, что нужно сделать для того, чтобы поддержать языки народов России. Ну, не буду повторяться, мы с вами хорошо об этом знаем, как в прежние годы, в прежние времена это поддерживалось, и журналы издавались, там, ну, целый там набор был инструментов поддержки. Надо к этому вернуться, обязательно над этим поработать. Может быть, программу сделать и наполнить ее содержанием соответствующим, в том числе финансовым. По поводу того, что вы вспомнили про великий могучий русский язык, чтобы нам не вспоминать уже нашего замечательного пародиста Иванова, который, помните фразу «велик могучим русский языка». Вот, судя по всему, к сожалению, мы, ну, не хочется говорить, что двигаемся вот в этом направлении, но сигналы тревожные идут, совершенно очевидно, я согласен с теми, кто говорил об этом. Тревожные по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки, а должна оказываться. Мы обязательно по результатам сегодняшнего обсуждения подготовим проект соответствующих поручений. Я уверен, что мы сегодня собрались с вами не напрасно, не зря. Надеюсь, что это будут те поручения, которые помогут, во всяком случае, будет предпринята попытка по тем направлениям, которые мы с вами обсуждали, попытка ситуацию исправить или направить в нужное русло. И вот, как коллега выразился, посиделки, они не вредные, как минимум, а мне кажется, могут быть весьма полезными. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы потратили свое время на сегодняшнюю встречу и выразить надежду на то, что мы с вами такие встречи будем проводить и в будущем. Они будут предметными, направленными на решение тех задач в области русского языка, о которых сегодня говорили и вы. Хочу вас за это поблагодарить и всем пожелать успехов. Спасибо большое.